Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 3 марта 2023 года, 21:00 по Берлину, 23 по Джахару. Друзья, приветствую вас. Шевега Машволь, Бюстика Йоль Маселя. Так, стрим у нас идет в YouTube и в TikTok. Валейкум ассалам, зумсо, Машволь. Итак, друзья. Итак, да. Бюстик Хайоль Седа Машволь. Так. Муладин Фрея, алейкум ассалам, слава Украине, героям слава, друзья, всех я вас приветствую, Амзат Машвойло, Мокши Маши Войло. Так, лайкшите, комментарии, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, пусть больше людей узнают правду. Дейлер салам Ашхой МР АРСГ 13. Валейкум салам. Всех приветствую. Бюстик Барзаев Хайоль. Интересом тебя слушаю. Отлично, Зумсо. Зумсо трепан хикеру ковуй. Зумсо вайгергал лабон. Машволь. Так, друзья, пока вы собираетесь, я вам расскажу сообщение от Сбройных сил Украины. Потерь у фашистов за прошедшие сутки. Так, зрители вас не слышат, Вовцер. Мухез Алиш, ТикТок Чаболчан. Мухез Алиш, как вам меня слышно? Скажите, пожалуйста. Как звук, друзья. Может, я сейчас поставил по-другому камеру. Дикхез, отлично. Зумсо, ага. Вуй, Зумсо, отлично, молодец. Машуойло. Так, хорошо, проблемы. Все отлично. Друзья, я вам расскажу сейчас, что нам сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Бои идут очень жестокие, очень горячие сейчас время под Бахмутом. Русские несут колоссальные потери. Потери есть у нашей стороны, как мы знаем. Так, на сегодня, на 3 марта 2023 года, уничтожено русских оккупантов 765 штук. Итого их цифра достигла 151 370 штук. По-другому оккупантов я считать не могу, извините. 8 танков уничтожено, 15 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 4 РСЗО, 1 самолет, 1 вертолет. Отдельная благодарность ЗСУ за столь хорошую работу. Итого самолетов 301 стало, а вертолетов 289. 3 БПЛА оперативно-тактического уровня. И что у нас? 17 автомобильной техники и цистерн. Отлично. Так, Машволь, Диор, Машволь. Так, войнохче халгар лец, хуэльдера, войнохче халгар лец, хуэльдера. Мегерду халаш тядуйцер дуай. Так, как? Что там я не успел прочитать, там что-то мне ТикТок написал. Итак, Волчица Ичкерии, Шевега Машволь, шо. Чумел венег. Так. Сейчас я вам еще кое-что расскажу. Так, агентура. А что я муэцон, да? Сходу. Агентура на меня атакует. Я вам это тоже расскажу, друзья. Очень интересные наблюдения я делаю сейчас. Вроде бы у нас небольшая аудитория, вроде бы там о нас никто не говорит, вроде бы мы ничего особого не делаем, но когда мы им
разрушаем их планы, они на это очень сильно расстраиваются. Так, я про Бахмут вам немножко расскажу, друзья. Смотрите, сегодня, ну, это 2 дня назад эта информация, конечно, на 1 марта, но вот сегодня я ее очень внимательно прочитал и был очень приятно поражен. ВСУ выиграли у россиян крупнейшее танковое сражение войны, сообщает Нью-Йорк Таймс. Как отмечает издание, украинские чиновники утверждают, что самым крупным танковым сражением между Украиной и Россией пока является 3-недельная битва под Угледаром Донецкой области. Россияне пытались наступать колоннами, но у украинцев такой возможности не было, они оборонялись, ведя огонь издалека или из укрытия, когда вражеская техника попадала в их поле зрения. После битвы поля возле Угледара усеяны вражеской бронетехникой, которая была подбита артиллерией и уничтожена противотанковыми снарядами. Журналисты взяли комментарии у украинских военных, которые участвовали в танковом сражении. По их словам, Россия потеряла в бою не менее, внимание, 130 танков и бронетранспортеров. Мы изучили дороги, которые они пользовались, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять из засады, рассказал один из украинских сержантов. Нью-Йорк Таймс добавляет, что одной из причин такого провала россиян стал недостаток опыта. К моменту битвы многие из элитных подразделений оккупантов уже были разгромлены украинскими защитниками, поэтому в танковой битве принимали участие недавно мобилизованные солдаты, которые не были подготовлены к тактике ВСУ нападать на колонны из засад. По словам одного из украинских военных, в ходе сражения в плен был захвачен медик, которого посадили управлять танком. В российских телеграм-каналах пишут, что родственники ликвидированных российских солдат хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром. Ход битвы. Украинский лейтенант Владислав Бояк, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й бригады украинских войск, в комментарии изданию рассказал, что он один из первых заметил приближение российской колонны, которая состояла примерно из 15 танков и бронетранспортеров. Позициям украинских защитников под Угледаром. «Мы были готовы, мы знали, что что-то подобное произойдет», — заявил Бояк. По его словам, украинские военные с противотанковыми ракетными комплексами и артиллерией были готовы открывать огонь по вражеской технике. Грунтовая дорога была свободна от мин, а поля вокруг были засеяны ими, чтобы заманить россиян в наступление и не дать танкам развернуться после начала битвы. По словам лейтенанта Бояка, колонна танков становится наиболее уязвимой после того, как начинается стрельба, и водители в панике пытаются развернуться, выезжая на заминированную обочину дороги. Подбитые машины становятся препятствием, замедляя или останавливая колонну. Военный добавил, что в этот момент украинская артиллерия открывает огонь, взрывая еще больше брони и убивая солдат, которые вылезают из выведенных из строя машин. Дальше начинается хаос и взрывы. Таким образом, россияне полностью провалили свое наступление и понесли тяжелые потери, попав в заранее подготовленную ловушку украинских военных. Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, всего с начала войны российские оккупанты в боях потеряли 3395. Это информация на 2 дня ранее. Срочные и важные сообщения о войне и так далее. Вот такие вот новости. Вот такие вот новости. Так, давайте посмотрим. Ночи, алейкум ассалам, Мансур, Шевега Машволкшо, Вежери. Так. Давайте почитаем, что пишет нам тут. Ну, тут ко мне агентура зашла, как обычно, и начинает мне тут, как всегда, писать гадости. Ну, давайте поговорим немножко про агентуру. Доброго вечера с Украины. Доброго. Так. Алейкум ассалам, Алекс Машфой. Смотрите, друзья. Вот у меня здесь в Ютубе есть подписчик, его ник Вильпес Инкульта.
И он мне вчера сообщил, что на мой канал, вот на этот канал YouTube, Аслан Арцуев Human Rights Center Ичкерия, нельзя войти только при помощи VPN он смог войти. И было написано большими буквами на черном фоне, что канал заблокирован. Мне не пришло уведомление, и, видимо, это банда ФСБ пытается как-то помешать. Как вы знаете, тот мой основной канал реалити, он запрещен на территории фашистской России. И сейчас временно, из-за того, что уже 2 предупреждения, если 3-й страйк предупреждения прилетит, то канал полностью блокируется YouTube. Поэтому я был вынужден закрыть все видео, чтобы 3 месяца, там чуть меньше, нужно, чтобы прошло время, снимается с вас вот этот страйк, вот это предупреждение, и после этого можно будет им пользоваться. И вот сейчас начали экспериментировать на этом канале. И мне тоже пишут, что люди пишут опять комментарии, комментарии не доходят, пропадают комментарии и так далее, и так далее. Потом, как вы знаете, события разворачиваются очень интересные сейчас в Брянске. Некая группа русских добровольцев вошла в Брянск, там на границе, в деревню какую-то вошла на границе с Украиной, и пофоткали, сняли видео и ушли. Лидером этой группы является бывший футбольный болельщик, русский националист, который перебрался сейчас в Украину, и как бы якобы, вот как раз мне пишет Вилпис. Вилпис, как раз у нас идет стрим, если ты меня видишь, зайди в стрим, и я на тебя уже сослался, потому что я сослался на тебя и уже написал целое обращение написал, что уже запретили. Но я верю Вилпису, что так реально и было, но сегодня он говорит, что сейчас в Чечне можно смотреть мой канал, и в Чечне или в России, я не знаю, где он находится, ну, можно смотреть. Он об этом сам пишет, поэтому я могу об этом говорить, раз он пишет. Наверное, знает, что он делает, потому что я каждый раз предупреждаю всех, кто находится в Чеченской республике Ичкерия, либо в фашистской России, будьте осторожны, будьте очень внимательными и осторожными, потому что ваша безопасность в ваших руках. Вот как раз и Вилпис к нам зашел, Маш Вилпис. И вот у меня сложилось такое острое ощущение, что такое очень подозрительно все. Во-первых, вы знаете, мои зрители, вы знаете, как я отношусь к бывшему депутату, старому большевику, потомственному чиновнику Пономареву, также к генералу ФСБ Гудкову там, и так далее, и так далее. Вы все это знаете. И вот этот русский добровольческий корпус, конечно, там, наверное, есть искренние, честные товарищи, люди, и которые на самом деле борются против вот этой путинской системы. И не могу, конечно же, обвинять всех огульно. Но вот этот Пономарев, вот ему абсолютно не вызывает у меня человек доверия. И он вот мутит это. Наверное, согласие с украинскими властями. Ну, там очень все сложно, разобраться очень сложно. Я вначале подумал, что это просто вообще никто и не заходил вообще на территорию Брянска, на территорию фашистской России. Но выясняется все-таки, вот читаю сейчас украинских разных блогеров и понимаю, что все-таки заходили. Потому что я считал, что после того, как Подоляк сказал, что никто не заходил на территорию России, то, наверное, так и есть. Но одновременно с Подоляком я увидел военного преступника, пособника геноцида чеченского народа Александра Невзорова, который недавно стал гражданином Украины, который сказал, что заход был все-таки этой группы. Но я обращаю внимание на детали.
На детали обращаю, потому что я знаю, как русские начинают проводить специальную информационную специальную операцию, информационную психологическую специальную операцию. И Путин сразу же реагирует, потом какие-то погибшие люди, потом, когда показываются видеоролики с места событий, они всегда какие-то подозрительные бывают, если это делается, постановочные кадры ФСБ, если делает. И здесь тоже было очень интересно наблюдать. Вот за всем я смотрел за русскими новостями, и они рассказывали, что происходит следующее. Расстреляли автобус с детьми, погиб водитель, мальчик там ранен, он спас там девочку. Потом Путин сказал, что это была Нева. Потом выяснилось, что вообще в школу в этом районе не ходят дети, а занимаются удаленно. Видимо, потому что маленькая деревня, ездить далеко, и они, видимо, по интернету обучают детей. Потом Путин сказал, что это была расстреляна Нева, и не какой-то не автобус. Потом выяснилось, на видеокадрах нам показали не Ниву, а семерку или пятерку Жигулей. Да, реально был убитый человек, но русским не привыкать, русским спецслужбам, русские очень часто убивают своих граждан и потом обвиняют в этом других. Поэтому возник такое странное ощущение. Видно, что проводится какое-то спецмероприятие, и одновременно с этим Путин за 2 дня до этого на сходке банды ФСБ, собравшись, говорит, что надо всех мразей давить, всех побеждать, убивать пограничникам, а это ФСБ, пограничники сейчас уже давно, что нужно пресекать эту деятельность и так далее, и так далее. Как будто он знал, что они придут. И вот через 2 дня буквально приходят именно русские. Конечно же, в Украине нет никого, кто воюет и не подчиняется ВСУ. В том числе это касается и вот этих русских добровольцев. И так получилось, что ребята приехали, пофоткались, видосик сняли, показали флаг, вставайте, Россия вставай и так далее. И быстро ретировались обратно в Украину. Конечно, так никто вставать не будет. Давайте просто придадимся логике. Никто не будет вставать, если воины с оружием в руках, которые уже определенное время воюют, быстро заходят на территорию противника, снимают видосики и уезжают. Потому что в России, как мы знаем, ситуация закручивания гаек доведена там, почти до максимума. Но при всем при этом мы знаем, я лично знаю, и я ожидаю этот момент, уже давно они к этому идут, что отмена моратория на смертную казнь, как мы знаем, в России существует смертная казнь, но пока временно введен мораторий. И это связано с геноцидом чеченского народа, там России нужно было выглядеть гуманной страной и так далее, и так далее. И нас выставляли людоедами, там, террористами, фашистами, исламистами, а сами они такие хорошие. И тогда был введен мораторий. Фактически этому гуманизму, акту гуманизма, который никогда от русских властей русский народ не видел, русский народ должен благодарить чеченцев. И вот происходит такая ситуация, что зашли люди, и Путин начинает лично он об этом говорит, например, наносятся удары по Энгельсу, еще куда-то, еще там происходят разные удары, в том числе и с гибелью россиян, там дроны наносят удар, там неизвестные летательные аппараты, но никогда Путин об этом не говорит. Ну а тут появляются люди, снимаются на фоне, уезжают, и вместо того, чтобы остаться и сразиться до конца, или же принять хороший бой, там, нанести хорошие, сильные потери врагу, там, и так далее, и так далее. И тогда дух русских, россиян, которые живут в России, он поднимется. Но зайти на 5 минут, сделать видео, там, если кто-то попал вам в поле зрения, нанести по ним удар в чистой форме, фактически, и потом быстро вернуться в Украину,
Ну, для этого особой доблести не нужно. Особой доблести не нужно. Этот дух не поднимет никому. Если бы они несколько там дней вели бы бои, держались бы, там граница же недалеко, украинцы там, доставлять можно и помощь, поддержку могли бы украинцы доставлять, но они ушли. И вот это все у меня вызывает очень большие подозрения. Очень все большие подозрения. И я несколько раз уже, мне, на мой взгляд, кажется, предугадывал их действия. В том числе, когда была казнь военнопленных украинских, особо жестоким способом, когда они их там взорвали, сожгли. И многое-многое другое. Убийство Дарьи Дугиной. Помните, как это все поднялось, а потом раз и затихло все. И все. И Дугин опять пропал и так далее, и так далее. Ну, может быть, конечно, это не связано с тем, что мы что-то предугадываем, конечно же, но вполне возможно, что и так. И вот в этот момент, когда готовится вот эта спецоперация, на мой взгляд, это спецоперация, это провокация ФСБ, я не знаю, насколько посвящены были вот в эту всю операцию участники вот этого русского добровольческого легиона, по-моему, корпуса, но факт есть факт, что очень-очень подозрительно все это выглядит. И вот в связи с этим, одновременно с этим появляется некий человек, которому я когда-то оказывал юридическую помощь, консультацию, пытался помочь. Почему-то он делает вид, что он мне какую-то услугу оказывал, и что мне там от него что-то нужно было. Но на самом деле это не так. Я это делал не для себя и абсолютно бесплатно. Я это делал для других, для другого человека и абсолютно бесплатно это делал. Начинает меня через 4 года обвинять в том, что я на него написал жалобу. И тем самым полицию. Я на него там написал заявление, что я ему что-то испортил там и так далее. Причем долгое время мы с ним общались после этого. Ну, конечно же, отношения у нас были не очень хорошие, но он мне никогда не предъявлял этого всего. Потом появившийся, но пропавший, спрятавшийся агент российских спецслужб Тумсу Абдурахманов тоже вспоминает, откапывает заявление, которое было ранее, вернее, допрос свидетеля. Я как в качестве свидетеля был допрошен из-за его провокации и тоже начинает говорить об этом. При всем при этом у себя в ТикТоке он меня заблокировал. Я посмотреть не могу. Мне люди прислали это. Значит, мне это показывать не надо. Значит, есть чего стесняться. Значит, поэтому не показывает мне. И я вот это все связываю с тем, что реально была вот эта спецоперация, и я украинские спецслужбы, и особенно Генеральный штаб Збройных сил Украины, Вооруженные силы Украины, хочу их внимание обратить на сей факт. Наверное, там я могу чего-то не знать, конечно, я точно многого чего не знаю, что там происходит, но я с моей стороны, что я наблюдаю, я вижу, что вот эта операция, она выгодна, заход вот в этот Брянск, не столько Украине и украинцам, сколько русским. Потому что русские давно хотят ввести военное положение, давно хотят создать СМЕРШ и начать, ну, просто железную диктатуру такую установить, тотально всех сажать, казнить, расстреливать там, и так далее, и так далее. Поэтому я прошу обратить внимание на эти вещи и в первую очередь, конечно, вооруженные силы Украины, я прошу обратить на это внимание. И, конечно же, сейчас новый глава СБУ, и СБУ я тоже прошу обратить на это внимание, потому что, ну, очень подозрительно все это происходит. И я, как индикатор такой, говорю свое мнение. И я вам скажу, что в определенной степени оно, мое мнение, бывает иногда верным, в определенной степени верным. Поэтому вот как-то так. Как-то так, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии и
Да, Алла Асла. И давайте поговорим на эту тему. Ваше мнение по этому поводу. Есть, конечно, русские, есть украинские русские, которые сражаются, гибнут. Абсолютно это правда, стопроцентно. Есть такие люди. И честь и хвала таким защитникам Украины. Есть люди, которые, россияне, перешли на сторону Украины и сражаются абсолютно бескорыстно, честно, искренне в своих намерениях. Но есть и как внутри Украины, я в этом нисколько не сомневаюсь, так и вновь прибывшие россияне, которые ведут, скажем так, двойную игру. Поэтому эти вещи очень опасны. И вот почему они опасны. Если же кажется на первый взгляд, мы просто чеченцы это тоже неоднократно проходили, на первый взгляд вам кажется, что вам есть от этого выгода. Да, спецслужбы играют разные игры, и иногда они пытаются перехитрить друг друга, где-то там что-то как-то сделать, и какую-то пользу определенной степени одна сторона получает. Но потом выходит так, что приходится заплатить в 10 раз больше, чем ты поимел. Поэтому мы, как люди, которые все это прошли, это хорошо знаем. Поэтому в данном случае заход в Брянск, я не вижу никакой пользы для Украины. Да, никакой, это неверно, какая-то определенная польза есть, потому что это имело определенный резонанс, определенный, не очень сильный, но потом были убийства мирных людей, по крайней мере, одного человека или двоих расстрелянных мы видели, и потом раненый ребенок, которые возложили на вот эту группу, которая зашла, русских добровольцев. И вот мне очень странно все это кажется. Если сейчас события начнут развиваться в направлении, что Россия будет сейчас воссоздавать СМЕРШ, в принципе он есть, его сейчас нужно просто при помощи Пригожина объявить, официально объявить, он работает, этот СМЕРШ имеется, людей убивают, без суда и следствия убивают. Ну, на законных основаниях, если убивать, то тогда вот этих карателей будет больше. А сейчас они как бы, по секретным, по каким-то приказам выполняют эти преступные свои разные действия. Но вот если же будет легализовано это все, узаконено, то массовые расстрелы, массовые репрессии, мне кажется, уже скоро, очень скоро уже начнутся. И давайте поговорим. Пане Аслан, в первую чеченскую я был слепой. Простите, мне тогда было 38. Сейчас боюсь потерять форму, но думаю, что еще здоровье не подведет и буду в ваших рядах. Юрий, большое спасибо вам. Я вас прошу, Юрий, не называйте ее чеченской войной. Так как и вас хотели, вашего президента Зеленского, хотели посадить напротив Пушилина и свести ваш конфликт, войну против вас, внутриукраинский такой гражданский конфликт хотели сделать, также называя чеченская война, первая чеченская, вторая чеченская, русские нам хотят показать, что мы воевали не с ними 20 лет, а воевали между собой все эти 20 лет, что неверно. Поэтому, если можно, Юрий, спасибо вам большое за слова поддержки, если можно, не говорите, говорить, мы ее называем русско-чеченская, или же, если юридически верно и не очень обидно для русских, то российская чеченская, хотя, конечно же, интересы империи преследовались именно русской империей, поэтому вернее будет в человеческом смысле это сказать будет русско-чеченская война. Или же античеченская, если попроще. Вообще это был просто геноцид, особенно Вторая война. У нас не было того оружия. Вот сейчас я вам читал про битву, танковое сражение под Угледаром. И там 130
техники уничтожено, применяются там английские гранатометы, немецкие гранатометы там, и так далее, и так далее. И джавелины, олаун, как они там называются, и у нас этого всего не было. Мы даже и купить не могли. Раньше еще как-то мы у русских покупали, а потом уже и купить негде было. Поэтому мы чисто вот так с ними сражались. Да, Асколи, совершенно верно. Русско-чеченская война. Кстати говоря, русская пропаганда, возвращаясь к вот этой брянским событиям, русские уже нашли натовские патроны, натовскую мину, натовский выстрел от гранатомета, немецкие, кстати говоря, немецкие мины и так далее. Короче говоря, я полагаю, что русские будут возбуждать сейчас уголовные дела против немцев. И это тоже одна из целей, которые преследовала вот этот брянский поход вот этих русских добровольцев. На мой взгляд. На мой взгляд. Поэтому мне кажется, от этого пользы было не очень много. Если бы парни реально пришли и готовы были бы умереть, а по-другому Россию не победить, вот эту банду ФСБ, то это было бы, вообще мы увидели бы другую картину. Там было бы сражение, можно очень долго держаться на самом деле, пока стянут войска, пока подтянут, тем более все сейчас на фронте, там и так далее, и так далее. Поэтому вот такие вот дела. Давайте еще к комментариям. Спасибо, Юрий, что поняли, спасибо. Вы на фронте, я так понимаю, да, Юрий? Всем бойцам ЗСУ, всем до единого, низкий поклон вам, респект вам, парни. Вы гордость всего мира. Вы деретесь с абсолютным злом, абсолютнейшим злом, беспримесным злом. Вы деретесь с сатаной, с дьяволом. И каждый ваш день, который вы проводите на этой войне, он возводит вас, я не знаю, причисляет вас к лику святых, можно сказать. Вы абсолютно все разные там люди, абсолютно я понимаю, особенно воины, они, скажем так, не самые такие мать Терезы, но при всем при этом снимаю шляпу, парни, снимаю шляпу. Так, Эдмомедов, витаю тебя. Фашистская Российской Федерации цепляются за все. Да, совершенно верно. Так. Давайте почитаем комментарии в ТикТок. У тебя все переплетается друг с другом. Брянск, Тузик. Ты выдаешь непонятно. Анзор Веденский. Наверное, ты просто не в теме, Анзор. Если ты чего-то не понял, это не значит, что тебе неправильно объяснили. Может, дело в тебе, ты просто, может, ограничен информацией. Так. Вот мне тут зашел человек с ником 95 и говорит, что какой-то тузик показал им какие-то документы. Так вот, я целый текст написал по этому поводу, лично для тебя говорю, Мобер. Я еще раз расскажу эту историю, чтобы все знали, что Тумсо Абдурахманов, агент российских спецслужб, заслан сюда в Европу для того, чтобы он вел античеченскую деятельность в угоду России и ФСБ. Роша. В 2019 году о том заявлении, которое говорят здесь, кстати говоря, этот Мобер, ты можешь пройти сейчас на тот документ, который ты мне говоришь, доказательство, которое он показал тебе, и в нижнем левом углу, внизу, в самом низу, там с левой стороны, не в углу, а вот левее чуть-чуть, посмотреть, что опрос свидетеля там идет. Обрати внимание, это не опрос, не допрос заявителя или не опрос заявителя, не того человека, кто подает заявление, а того человека, которого вызвали в качестве свидетеля и опрашивают, ну, можно сказать, допрашивают. В принципе, там я дал согласие, это было так.
Вот этот агент российских спецслужб вам не рассказал самое главное. Он говорит, он там много чего он вас обманывает, как обычно он это делает. Он вас переключает на то, что я написал заявление и так далее. Хотя это вы там внизу прочитаете. У него он безграмотный просто, поэтому он не до конца понимает, что там важно и не важно. Есть заявитель, есть потерпевший, да, а есть свидетель. Это разные юридические статусы в процессе. Так вот, он меня выставляет, хотя он проговорился он, что там свидетель, чтобы я его потом не схватил за одно место. Он сказал, что я на него написал донос якобы. При всем при этом он не сказал вам, что я в качестве свидетеля был опрошен там. И самое главное он еще не сказал, что когда здесь, в Берлине, убили Зелимхана Хангашвили, мы и 2 месяца немцы не возбуждали дело по политически мотивированной статье, так как за убийством Зелимхана Хангашвили стояло российское государство. Мы здесь проводили митинги, даже Рубати Мицаева, первая, которая проводила эти митинги. Потом, когда мы тогда были на марше, когда мы приехали, прошло 2 месяца с того момента убийства Зелимхана Хангашвили. В центре Берлина был подло по-русски в спину убит Зелимхан Хангашвили. Путин заявил, что это были бандитские разборки. Я просто этим занимался, и поэтому хорошо все это помню. И хотели дело передать обычной берлинской прокуратуре. Мы требовали, мы провели митинг и потребовали провести это расследование Генеральную прокуратуру, так как политически мотивированными делами, то есть терроризмом, занимается Генеральная прокуратура. И мы провели митинг по этому поводу. И вот эта капля, которая перевесила чашу, которая склонилась к тому, что все-таки это преступление было квалифицировано как политически мотивированное, и в связи с этим это преступление было передано в Генеральную прокуратуру, и затем Вадим Красиков, убийца, был осужден на пожизненно, а правительство Российской Федерации, то есть Россия, была признана заказчиком этого преступления. То есть Россия террорист, страна-террорист. И это потом еще выльется определенные последствия. Так вот, когда мы готовились к этому митингу, вот что вам не рассказал этот стукач Абдурахманов, ФСБшный, что мы шли на этот митинг, мы готовились к этому митингу. И я собрал всех своих друзей, знакомых, соратников в Берлине, снял помещение, квартиру, и мы там собрались и были на правозащитном одном мероприятии, и на второй день мы должны были пойти на этот митинг перед прокуратурой. Вот туда он прислал своего брата, который устроил провокацию там, и потом и вот этот тузик Тумсо Абдурахманов устроил истерику, что мы избили его брата, хотя его не тронул никто пальцем. Со всего Берлина собрали свою агентуру и абсолютно невиновных людей и привели их туда, вот на эту правозащитную конференцию, на которой мы были, а завтра мы должны были пойти на этот митинг перед прокуратурой. И там устроили в центре Берлина, Checkpoint Charlie называется, это самый центр, там музей есть Checkpoint Charlie, и в этом музее проходил этот митинг, который организовал, один из организаторов был мой знакомый Игорь Эйдман, который проживает в Берлине, еврей по национальности. А этот агент российских спецслужб мне высказывался про свои антисемитские вот эти взгляды. И был очень недоволен, что я дружу с евреями, когда я раньше с ним общался, когда он еще
был где-то в Польше или в Грузии. Так вот, он вам не рассказал, что его брата никто не тронул, что это они устроили эту провокацию, что это они создали в центре Берлина, вот с такими бородами созвали человек, там 20 или 30 молодых людей, которые некоторые были их агентами, а некоторые были вообще абсолютно люди, которые пришли спасти брата Тумсо, которого мы якобы избили, которого никто не тронул пальцем. И после этого я поехал к себе сюда в Гамбург, мы все разъехались, и полиция сама приехала ко мне, потому что она опрашивала всех по этому случаю, потому что это был такой резонансный случай в центре Берлина. Много людей скопилось, нас там стояло, нас было человек там 6-7, почти все пару человек младше меня, по-моему, были. Остальные все там 60 лет, 70 лет моему отцу, который там был, и так далее, и так далее. Вот мы там собрались человек 30-40, и бородатые кавказцы, чеченцы стояли, перекрывали эту маленькую улицу, и это не могло не привлечь внимание, потому что было очень заметно это событие. И его брат, вот этот Мухаммад Абдурахманов, устраивал провокации, там создавал движуху, так сказать, и так далее. Вот этого вам, вот этот стукач Абдурахманов, ФСБшный стукач, он вам этого не рассказал. Поэтому и ко мне сюда приехала полиция, и я был вызван в качестве свидетеля на этот допрос. И любой из вас, который меня в чем-то хочет обвинить, если бы вы оказались в такой же ситуации, и вас полиция вызвала бы и сказала бы, расскажи, что там было, вы бы тоже это рассказали. А я как правозащитник, как юрист, как добропорядочный гражданин был и тоже точно так же рассказал. Поэтому все это не стоит выведенного яйца, но вы говорите, там мне заходят, там разные оскорбления мне пишут, какие-то там люди, у которых мама где-то их выносила не по отцовской линии, могут только писать те вещи, которые мне пишут. И вот эти вещи, которые там происходят, заявление написал и так далее, я сейчас публично под запись официально говорю, Тумсо Абдурахманов агент российских спецслужб. Я об этом говорю 3 года. 3 года этот не мужчина не удосужился выйти со мной и выяснить, почему я это так говорю. Потому что у него нету никаких фактов это опровергнуть. Это раз. Более того, вот этот ваш агент российских спецслужб, стукач Тумсо Абдурахманов, собрал знакомых там моих близких людей и пытались выйти на связь и помириться со мной, несмотря на то, что я его называю агентом российских спецслужб. То есть замять этот вопрос, потому что я являюсь таким компьютерным багом, как говорит Ибраим, который нарушение такое. У них тут все уже на мази было, а тут я вышел, хватает квалификации разбираться в их играх. Не во всем, правда, но чуть-чуть. И хватает мужества, в отличие от некоторых, выкладывать это публично и заявлять об этом. И вот это уже после того, когда я его называл, и это заявление, которое я писал, и после всего, что я на него говорил, он приходил и пытался выйти через моего близкого человека, чтобы помириться со мной. Мы послали к чертовой матери его, и не будем с ним договариваться, потому что с агентами, стукачами российских спецслужб мы никаких компромиссов иметь не будем. Но я еще раз заявляю, там какое-то заявление я показал, вы там мне какое-то заявление говорите. Я открыто это говорю, 100 раз говорил, и сейчас утверждаю и говорю, Тумсо Абдурахманов агент, стукач банды ФСБ, террористической банды ФСБ. Он занимался прослушкой наших партизан в Чеченской республике Ичкерия, переводами в ГУП Электросвязь, где он был замначальника, и занимался переводами. По его вине посажено и убито огромное количество людей.
И не только во время войны, тогда при прослушке. Сейчас, когда он здесь, в Европе, в таком же масштабе, все, кто к нему обращается, он создает, издает всех, кто вокруг него. И нужно быть клиническим идиотом, чтобы это все не видеть и идти на поводу этого. Эта тема закрыта раз и навсегда, ну, на сегодня, по крайней мере. Любой человек, кто желает со мной поговорить, может зайти в ТикТок и высказать мне в корректной форме все свои претензии. Я открыт к диалогу и готов разговаривать и предоставлять любые факты и доказательства своим словам. Так что вот так вот, друзья. Пойдемте дальше. Опять тебя эти поклонники Тумсика отвлекают, не ведись. Ну, Хамзат, нужно разговаривать, все равно нужно разъяснять этим людям, потому что, ну, я понимаю, что там есть тролли, я понимаю, что есть там агентура у ФСБ, большая разветвленная сеть, в интернете сидят люди, за деньги пишут много чего, здесь много таких, которые пишут и такие, но есть и обманутые люди, и для них я должен донести эту информацию. Пойдемте дальше, друзья. Они свою работу ведут согласно инструкциям. Да, совершенно верно. В Чирии была проведена дерусификация. Например, Ленинский районный суд был переименован Ахматовский суд. Заводской суд в суд имени шейха Мансура. Да, и районы были переименованы. К большому сожалению, Николас, есть одна проблема. Вот эта дерусификация, это, конечно, нужное дело, я согласен с этим. Но мне важнее было бы, если бы, когда Аслан Масхадов пришел к власти, был избран президентом, если бы он тогда первым делом занялся бы вопросом суда над фашистской Россией и военными преступниками, которые на тот период, после Первой русско-чеченской войны, убили более 120-140 тысяч граждан Чеченской Республики. Но, к большому сожалению, это было отложено почему-то в долгий ящик. Также не был принят закон о люстрации. То есть лица, которые сотрудничали с оккупантами, вновь были допущены и даже были в самом правительстве Аслана Масхадова, были допущены к управлению государства и на государственные и бюджетные государственные должности. И это послужило очень большим ударом потом уже, и что стоило самому Аслану Масхадову жизни. Обманутый батюш Аслан, безмозглый был. Ну, такие тоже есть, но мы должны им, как малым детям, объяснять. Потому что, может быть, если эти люди волнуются за судьбу нашего народа, Хамзат, они станут нашими очень надежными и верными соратниками, если они искренни в своих побуждениях. Потому что любой человек, кто искренне, он рано или поздно разберется. А так, если так поболтать ему там, экшен какой-нибудь, если нужен, то зашел там, высказал гадость. Ну, я тоже могу очень хорошо говорить гадости. Поэтому услышал от меня гадость, или же просто сказал мне гадость, ну, это или ребячество, или же их мама их сделала не от папы, да. Так, пойдемте дальше. Я надеюсь, я вам разъяснил ситуацию с Тумсу Абдурахмановым и с другими. Так, друзья, я перемотаю. Чечня оставалась рублевой зоной, это тоже была ошибка. Да, Хэб, абсолютно с тобой согласен. От всего русского нужно избавляться. Даже русскую православную церковь, которая является филиалом ФСБ, КГБ, это тоже нужно было закрыть. Но Аслан Масхадов, почему-то, я сейчас это только узнаю эти вещи, потому что я не вдавался в политику, я был аполитичным определенности, да, мне было интересно, я читал про эти события, наблюдал, но я доверялся мнению наших руководителей. Я не думал, что мне нужно в это вникать и говорить там, народ избрал Масхадова, президент говорит, ну все, значит он прав. Вот это так это было. Но, большому сожалению,
это оказалось не так. Гадости будут говорить только умственно отсталые. Да, или абсолютно ничтожные люди. Абсолютно ничтожные. Так. Мои сообщения. Да, Адам, твои сообщения видно, я просто их не читал. Привет, Ричи, все отлично, как у тебя дела? Так, давайте здесь смотрю комментарии, вы мне тут написали. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Тумсо наш устаз был. Адам Вольф, у тебя стукач ФСБ, устаз. Поздравляю тебя. Наверное, ты тоже учишься стучать, если он у тебя устаз. Он еще в прямом эфире в Ютубе. Да, совершенно верно. Вновь кто зашел, я веду прямой эфир в Ютуб. И вот я сейчас переместил камеру и веду прямой эфир в ТикТок, друзья. Что-то он мне тут говорит, что какие-то сейчас, одну минутку, друзья. Наверное, надо закрыть другие приложения. Сейчас дайте мне секунду. Вот так вот, я думаю, будет лучше. Много проколов у Масхадова было. А случайно ли, был ли он как Закаев? Валаца сунам из уже вац, да лазват кобал дуэльцин, цин кинош цинц ду, вей кинош вейц ду. Не знаю я не знаю. Да, не хочется даже думать об этом, волчица, не хочется даже думать об этом. Цин кинчик, да, олелла. Так. Ильяс Вен, Асан, ты не говоришь за народ, ты болтаешь сам за себя. Конечно, Ильяс, я не говорю. Во-первых, болтаешь ты, а во-вторых, конечно же, я не говорю за весь народ. И мне не нужны последователи, мне не нужно, чтобы я там стал каким-то лидером движения какого-то и так далее. Нет, я обычный рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия и являюсь правозащитником. Я просто хочу разобраться в этой ситуации и скажу тебе, что я пытаюсь, то, что я раскапываю в этом деле, а я трачу все свое время на то, чтобы заниматься этим вопросом, а практически вот 100% своего времени я трачу на это дело. Поэтому я делаю это, я сам знаю, для чего я это делаю, и Господь Бог видит, для чего я это делаю. Поэтому, если ты сидишь и пишешь умные комментарии там, и так далее, продолжай в том же делать, в том же духе продолжай. Видно. Аснахот цавари худагау. Аснахот цавари худагау. Соцакитер цавари худагау бокудуа. Да. Простой анализ событий вокруг Тумсо и с его участием выводит на явный его след к порогу ФСБ. Арсан, абсолютно верно. Я этим вопросом занимался определенное время плотно, потом я просто уже сделал для себя вывод, сказал всем, кем он является, и поэтому не говорил больше об этом. Но он продолжает гадить, продолжает лгать. И, конечно же, этот преступник за те преступления, которые совершил он против чеченского народа, он будет отвечать. Абсолютно 100%. Как только наша власть установится, они рассчитывают, что она не установится, ворвался он сюда на коне ваххабизма, потом сейчас быстро переобулся, причем ему абсолютно наплевательски отнесся к тем людям, которые он дурачил вот этим своим ваххабизмом, а теперь сейчас он демократ и ярый, короче говоря.
Поэтому, ну, вот такая вот личность, если можно так сказать. Они глупые, невежественные люди. А меня удивляет то, что они говорят это на весь мир. Да, Вилпис? Асан, как я записан в списке ФСБ, можешь посмотреть? Очень интересно. Как я записан в списке ФСБ? Можешь посмотреть? Очень интересно. Я не понял твой вопрос. В каком списке ФСБ? Ты в списке ФСБ? Каким ты видишь будущее Чечни? Я вижу будущее Чечни свободным и независимым, я его вижу. أصبح بإزميليون أزمات وي اشتغميلش ديشوي وات حاوي عند مديزيس قوشام اشتغميلش درم вообще شيكابيك مابوشم داتسون حاوي عند да алуэтна أصبح بإزميليون алиеш могul. А что за дешевые разговоры у тебя, Азамат? Ну, будь мужчиной, да он. Хавула, гамбурги, авунса. Хавула, шугируешь, да? просто قچوالا حيوحقوش سوون آله حشو آله سوون سا دواو سوون آله يا شرقة يقي دوقة يقي سعدين. Так, вопрос интересующего человека. Что скажешь? Так, у меня побуждение узнать, что такое побуждение. Так, не знаю. Азамат, айдел аллея, кия дацбол кукамелдо. Человек мне угрожает, говорит, я тебя накажу, фактически он мне говорит. Я говорю, приезжай здесь, у меня документов нет, говорит. Здесь он где-то в Европе находится. Давай. Ты собираешься приехать и что мне, поругаться там и уйти, что ли? Ela, umeta gena don ost. Он миш реахта цахан, а ты ла, это гантя. Мегердуй. Малу старик. Малуер. Оваш, менуя. Вот супермен, ну сам. Аслан, не игнорируй, пожалуйста. Не игнорируй, я просто много комментариев, не успеваю все прочитать, друзья. Так, Аслан, вопрос про письмо к Шольцу. Надо писать ФИО, а ЧРИ, место проживания в Европе надо. Леди, не обязательно указывать свой адрес, хотя ты можешь его указать, если ты отправляешь. Можешь указать свое имя вместе с моим. Или указать себя как волонтер Human Rights Center Ичкерия. Я разрешаю в этом письме указать людям, кто хочет указать, если это письмо уходит. И его просто на e-mail достаточно отправить. Можно просто от моего имени отправить с вашего e-mail. Это будет такая общая рассылка всех людей, которые поддерживают Human Rights Center Ичкерия и лично меня. Так, он еврей, говорит. Так, ответ на вопрос. Так. Да, я еще раз, чернит. Напиши, пожалуйста, еще раз вопрос. Просто у меня, знаешь, много комментариев, я когда нажимаю, они все уходят туда вверх, где он. Кто именно наша власть придет? Его Величество, господин чеченский народ придет. Аслан, ты один или у тебя есть единомышленники? У меня есть огромное количество единомышленников. Огромнейшее просто количество. Так, хорошо, не проблема. Хаязита. У чеченцев нет господ. Конечно, нет юзера. Я сказал, что у нас есть господа. Я сказал, его величество, господин народ, уважаемый.
когда чувасер сделаешь. Где они, Аслан? Так. Где они, Аслан? Они со мной рядом, не волнуйся. А чё там, как так много? Все нормально, не волнуйся. Весь чеченский народ за то, что я говорю, поверьте. Я не говорю от себя что-то. Я говорю прямой путь Джохара Дудаева. Это выход из сложившейся ситуации, выход из оккупации. Как я понял, все, кто тебе пишут в списках ФСБ. Я понял, все, кто тебе пишут в списках ФСБ. Вай, цацахитер. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Так. Мичаури. Вопрос, интересующий человека. Что скажешь на доказательство? Челин, ну я же только что тебе рассказал. Зачем ты снова рассказываешь? Я тебе говорю, что твой Тумсо агент стукач ФСБ. И я только что рассказал историю. Если ты не слышал эту историю, а ты вновь зашел, зайди на мой канал в YouTube, перемотай назад и еще раз послушай. А так, чтобы еще раз, каждый раз вам это ничтожество обсуждать, у меня нет ни малейшего желания. Аслан, как ты думаешь, Запад имеет цели по деколонизации России? Я очень на это надеюсь. Да, мы тут для чего тогда, говорит волчица Ичкерия. Вот мои сторонники вам отвечают. Надеюсь, что в будущем будет дана правовая оценка. Да, я тоже на это надеюсь. Когда нет аргументов, когда нет нужного образования, они опираются на силу и апеллируют только силой. Вилпес, я согласен, если бы эти люди апеллировали бы только на силу. Но возникает ситуация, что наша страна оккупирована, над нами совершен геноцид. И люди, которые сейчас ссылаются на силу и сами сидят в теплой квартире и ничего не делают, когда просто нельзя ничего не делать, и только лишь на силу опираться, то мне кажется, это просто уже шизофрения. Ну вот, Чернет, зайди и посмотри у меня в Ютубе. Я только что подробно рассказал про этого стукача ФСБ. С тобой весь чеченский народ, Аслан. Вперед, бро. Дейрейсхуль, I'm here. Дейрейсхуль. И я со своим чеченским народом, да, Алмула. Man United. Ich habe nicht gehabt, zum die Koison so. Ассалам алейкум. Добрый вечер. Алейкум. Добрый вечер, добрый. Кто тебе пишет, ФСБ на учет вставляют? Я не знаю. Я не знаю, ставят или нет. Но я знаю, что мой канал контролируется этими подонками. Почему я не могу отправлять сообщение? Кто может знать? Не знаю, Хаммер. Твое сообщение я вижу. Скажите, пожалуйста, к власти вы придете путем войны? Нет, чеченский вопрос будет решаться правовым, мирным, дипломатическим путем. Мы не будем воевать. Мы не будем воевать. Project. Хвити тузикити, шиницам олсо. Без бинтов шунлучунц. Одно письмо, просто второе с ФИО отправлю с электронной почты. У меня два адреса. Леди, достаточно просто по электронной почте отправить. Не надо даже письмом отправлять. Если ты отправляешь письмом, то с уведомлением надо. А так, если ты отправляешь, можешь просто написать.
Но желательно указать свое имя тоже. Рядом со мной указать с моим именем, указать и свое имя. Это будет так правильнее. Потому что, как бы, если только мое имя, получится, что это только от меня. Поэтому, если пишешь канцлеру ФРГ, то это нужно указывать именно так, чтобы желательно, чтобы было. Ну, можно и так, конечно, но желательно, чтобы ты сказала просто о себе. Можешь оставить свой, ну, e-mail твой, и так там будет виден. Вот как-то так. Пойдемте дальше. Я иду. Ассаламу алейкум. Что вы лишь делаете, делая прямые эфиры, разглагольствуя? Ну что меняется? А ты спроси тех, кто меня блокирует на территории фашистской России. Почему-то своих стукачей ФСБшных они не блокируют, а меня блокируют. Так, опять перемоталось. Аслан, наш бро Лидия, он знает, что делать. И минуты ишь, Лидия, АМХ. Аслан, почему Кадыров строит в Чечне так много мечетей, почему же Россия ему это все финансирует? Это очень верный юзер вопрос, верное замечание по этому поводу. Но Кадыров не строит. Кадыров дает, строит Кадыров, но что строить, ему говорят его хозяева из ФСБ, из Кремля. Поэтому русским не нужно думающие чеченские люди. Русским нужны... Всем спасибо за подарки. Баркал Дейрей Слышен. Всем, кто... Русским мы нужны для того, чтобы мы были солдатами, чтобы мы были солдатами империи. А для этого вам не нужны мозги, у вас есть спорт, вы должны заниматься физически, вы должны быть крепким, они нам говорят. И после этого ваш мозг должен быть забит религиозными догмами. И так как вы не знаете, мы не знаем арабского и не очень разбираемся вот в этих всех тонкостях, нам настраивают мечети, и днем и ночью отдел КГБ, Духовное управление мусульман, отдел ФСБ, ведет вербовку легко внушаемых там, и так далее, объясняет им, что они там все правильно делают на этом пути, на пути предателя Ахмада Кадырова. И таким образом они нас контролируют. Вот для этого и строятся эти мечети. Путин, когда шла война, и когда наши бойцы гибли, сражались, они молились Богу, призывали к помощи Божьей. И тогда Путин сказал, что если надо, я найду управу, или если нужно, с Аллахом буду воевать. Так говорил Путин. И сейчас Путин тоже очень религиозный стал. Сейчас против Украины какой-то джихад у них свой, КГБшный они ведут. И как вы думаете, человек, который готов был воевать с Аллахом, он будет строить мечети для того, чтобы люди были, людям духовно-нравственное воспитание, уровень нравственности людей, духовности поднимался? Нет, конечно. Это делается с определенными своими целями, чтобы чеченцы не думали. А мы говорим, думайте, не давайте себя обманывать разными проходимцами, стукачами ФСБ, которые приходят, отпускают 2 волоса, иншаллах, машаллах, там, и так далее, джазакаллаху фик, там, и собирают донаты или еще что-то. Не давайте себя обманывать, друзья. Не давайте себя обманывать. Вот для этого они строят. Кто стукач? Керим спрашивает, ФСБ. Тумсу Абдурахманов стукач, агент ФСБ. Не люблю рабские привычки, идеализируют какие-то личности, войны, а то уж ждать. Диванный воин, нам нужен мир.
Так. Селхуэла, Чечения, глава Дор, хочу дела. Соцакит монстр, а язинок, асан, когда Путин лампат, Атила, дек аш язер доб, не знаю, что ты написал. Аслан, говорят, что Путин принял ислам, ага. Да он примет, если нужно, для дела. Так. Ричи Барбаросса. Ричи, нет, зачем мне пересадка волос? Аздыцаги, адыцаги. Алейма вознадухшу. Так, так. Ребель, вот этого лидера, вот лидер, это точно подхолопный, заблокирую его к чертовой матери. Надоел он своим спамом одно и то же. Так, все хотят независимость, но никто ничего не хочет делать. Да, Амхия, совершенно верно. Но вы ведь понимаете реально, что никто без войны вам власти не уступит. Ну, почему же? Война идет, чеченцы воюют в Украине, уничтожают вместе с украинцами русских оккупантов. Война разгорается, Путин собирается применять ядерное оружие, снова начал про это ядерное оружие говорить. И я боюсь, что эта война затянется еще на несколько лет, и Россия выдохнется. А к тому времени мы сформируем свое гражданское общество, мы подготовим свою молодежь, я именно этим и занимаюсь, несмотря на все нападки, на все то, что происходит. И мои мысли, мои идеи доходят до людей, доходят до сердец людей. Люди, которые знают больше меня в информационном плане, сопоставляют. И я ношу свой маленький вклад в это общее дело. И в этом плане у нас будет все отлично. Мы готовимся, налаживаем связи, заявляем о себе, выявляем стукачей, КГБшных, ФСБшных, ГРУшных, рошевских, которые здесь орудуют, которых здесь очень много, как выяснилось, и работаем в этом направлении. Ситуация меняется, все, что хорошо в истории, она никогда не заканчивается. Вот что хорошо. Зомбированные им нужны, говорит Хамзат. Да, Хамзат, совершенно верно. Так, давай, Асламбек, Маша, ойло, хадел эту бойль. Ахабизм это зло, говорит Аслан Лорс. Так, убив и убивая чеченцев, Путин в нужный ему момент объявил себя чеченцев. Да, не говори, Хамзат. Вчера он мочил в сортире, а теперь он говорит, я татарин, я чеченец, я ингуш там и так далее, и так далее. Но это собака женского пола, что угодно будет. Сейчас он изображает, помните, как он объявлял войну Украине, да, ну так называемую специальную военную операцию, раскинувшись там, хотите, мы вам покажем. А сейчас визжит, как просто собака женского рода, да. Аслан, народ интересуется, чем ты зарабатываешь на жизнь за границей, жить вроде нелегко. Я бы оставил этот вопрос без ответа. Я свои личные данные, вот у нас здесь есть Хамзат Гилаев, мой модератор, я с ним не знаком, если что, если вы начнете ФСБ, я обращаюсь, охотиться на этого человека. Я его абсолютно не знаю, он со мной не связан, только я его назначил модератором, потому что посчитал, что человек, на него делают нападки люди, которые являются троллями. Поэтому, если что, я говорю. Итак, вот этот Хамзат и я засекретили на 75 лет мое досье, да, чем я зарабатываю, что я делаю. Я много чего рассказывал, есть фото, видео, со стройки, намек тебе, как я зарабатываю, что я делаю. Ну и вот, так и живем, Дион.
Почему говорит, что лидер спам пишет? Он задал вопрос, почему не отвечаете? Потому что одно и то же, он на всех стримах, он бред несет. Победа всех за победу Украины. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. ТТ Джек. Ассаламу алейкум, Астан. Так. Да, я не понимаю. Здесь в природе как бы на чеченском пишут, но я что-то не понимаю, что вы тут пишете. Значит, kuchvelabo. Lady, azud moyu. Далеет sein, Lady. Далеет sein. Зуд дамаянса, что дивится, я маяется. Азуш бол, лаба, лехал маду. Аслан, чат рулетку больше ты не пользуется. Да, Мустан, я давно туда не заходил, там столько вот этой грязи с ними. Поприкалываться можно заходить, а так давно не заходил. Аслан, минутку чаризоваться. Хаджан, ТТ, хаджан. Я универсальный прораб, если что, бо. Вахабиорш, атаки на он. Вахабиорш, я решим, это агентура и полезные идиоты. Так. Яковлевич Крицкого приглашать на украинский телевизор, работать на разведку и так далее. Но я не до конца понимаю, каким образом они могут помогать разведке и добывать инфо. Я что-то не понял, что ты там мне предъявляешь, Абу Ханифа, да? Вот почему вот людей, у которых вот эти арабские ники, вот эти очень такие, да, слишком мусульманские ники, вы такие какие-то подозрительные вещи всегда несете. Мне странно. Aslında TikTok duhu yiyor terdon dağıtçıları просто куча комментариев дух yazıyor цундел отвлекаюсь на них больше. Пишите комментарии в YouTube, я буду вам отвечать тоже. Скажите, пожалуйста, у вас есть еврейские корни без обид? Нет, у меня нет еврейских корней. Юзер хасун и тузи кую хасун. Муске асхауэлца вон от ила сазудяца от ила оволч. Сохазола уэца. Котырыштеру, Денис, котырыштеру. Ассалам алейкум, чуа болчарик. Ва алейкум ассалам, реалист. Сити макид. Бехкан. А сити койдерсо. Сити макид. Куча яздештек цегуш ашо. Сюк бывает, цег бывает. Аслан, США скоро закрывает ТикТок. Ну, отлично, отлично. Контакт мой, юзер, заходи, прямо сейчас ты можешь. Как нет контакта? Как у меня контакта, наверное, мало у кого есть. Прям заходи. Серг Бардер. Дерес холон беха. Сам асек бот ешал джим аса мавакан отпор. Отпор я что вообще универсальный прораб то боек вылпесу. Так что, юзер, контакты, все имеется. Заходите, пишите, общайтесь. Сегодняшняя тема, например, по теме можем говорить. Так что вот такие вот дела, друзья. Университет Хамзат, Аслан Хамзат, 75 лет, да. Вы вообще не похожи на чеченца, говорит. А каким, да, вы представляете чеченца? С большой бородой там, да, таким?
Да, выставил он это видео, я только что ответил на это стукач ФСБ, зайдите на мой YouTube канал, я об этом говорил, можете прослушать. Ассаламу алейкум, я полностью рассказал этот стукачок, мои свидетельские показания из-за его провокации выставил, как будто я на него написал заявление. Я был приглашен в полицию, и из-за его провокации, его брата, я дал свидетельские показания. Если вы не верите, под тем скриншотами, которые он выложил, вы внизу просто, вы с левой стороны посмотрите, там написано свидетельство, опрос свидетеля, или допрос свидетеля, это опрос свидетеля написано. Можете посмотреть. А свидетель и заявитель это два разных статуса. Этот безграмотный стукачок, он просто не разбирается в этом во всем, и поэтому он не обрезал. А так бы этот лжец обрезал бы этот документ. Аслан, я согласен, леди. Все, я тогда заезжаю за тобой, леди. Кичеля. Тузик сидила, со китайский император Вукбо. Тузики сидела. Да. Аслан, меняется один вопрос. Скажи, пожалуйста, у вас есть доказательства, что Тумсо агент? Конечно, есть. Конечно, есть. Тебе мало того, что я уже привел реалист доказательства, что он, где он работал во время войны, я не понимаю. Что тебе, удостоверение тебе? Сайд Мухаммад, он удостоверение, дизя, выписка из отдела кадров он. Они не стоят твоего времени. Юзер, спасибо тебе за поддержку. Да? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Ханан Хагир Садам. Ханан أصحاب تسير تشوف سيك خد دوتشين حغيرس حواري سوي خد دوتشك قالك حولات أحقي أشتي خير مش أشتويش ذات هردي ذو وجدي ذو حدو يليش شكري شخصه حدو يليش تأمو قنواليش. Они здесь, кто пишет про этого Тузика, они многие ФСБ, это стукач ФСБ, понимаете, у него есть свои тролли, которым помогают, его канал раскручивается, понимаете, когда у тебя 100 тысяч подписчиков, YouTube вам присылает кнопку, вы видели, наверное, у разных блогеров, если вы искусственно их накручиваете, если вам там по разным способом, там, за деньги, так, сяк, они раскручивают своих блогеров, если вы заметили, КГБшники, то YouTube не дает этой кнопки. Вот спросите, есть у него эта кнопка? Свидетель мог бы ничего не говорить и все не давать показания. Я считаю, что я обязан говорить про стукача ФСБ. Я это публично говорю. О каком заявлении вы говорите? Вы что, клинические идиоты, люди? Я это сейчас прямо говорю. Я 3 года уже 4 года это говорю. Понимаете? Я говорю, что это стукач, агент ФСБ, понимаете? Вы что мне какой-то там, что-то я там где-то свидетельские показания. Это моя работа, правозащита, писать документы, заниматься проблемами людей, понимаете? Против нас устроили провокацию, меня вызвала полиция и опросила, я дал показания. Я это то, что написал там, это я не все сказал, я здесь публично под запись. 1000 раз это уже сказал. Вы о чем говорите, товарищи? Вы сумасшедшие, вы не понимаете, что происходит. Вами вот так на пальцы вертят просто. И ждать. И лоздешь мадушу. Шуцакит. Какое заявление? Я прямо говорю, я буду говорить на агентов ФСБ, на любых, кто работает на Россию, я их буду разоблачать. Понимаете, я разоблачаю их. Я веду эту работу. Именно поэтому мой канал запрещается в фашистской России. И чтобы я сейчас не говорил про Брянск, про спецоперацию ФСБ, вот эти тролли заходят и начинают мне вот эти разные вещи задавать, отвлекать, засорять весь эфир.
Понимаете, что происходит? Вот и все, вы тут зашли, ты должен был сказать, кто вы такие, мне указывать, что я должен, что я не должен. Вы вместе со мной сидите в этом месте, вы вместе со мной готовы пойти против России, вы готовы вместе до конца со мной идти это дело нести. Если нет, то заткнитесь просто, понимаете? О чем вы говорите вообще? Сидят, ты должен был. Агент КГБ, юбол ас из. Şey وريد دايا دوين دا موت بيش حقيقة هم يبو اس из خيريق دايا بتروي هرم يو точно. А что было было? Что говорит, ахдуй вообще? Если эти типы до сих пор топят за Тузик, то они такие же работники ФСБ тролли. Нам не стоит обманывать себя. Да, Чечня не Россия. Тузик чуа волшам вац хазар куирсан камел деш махули. Наверное, Кайлах. Черт ее знает, сутюнь эшпшент, достаточно зайти на чеченский язык, и там видно реально его подпись. Достаточно зайти на канал на чеченском языке у Тумсо, и там видно реально его подписчики. И эти накручены, Адул, и они накручены. Вот все, кто всем лишь маяти, конечно же, много людей обмануты просто вот этой ложью, но которые заходят и начинают матом, оскорблением говорить, ни один уважающий себя чеченец, только лишь что из-за какой-то там стукачок сказал на кого-то там что-то, не зайдет и не начнет оскорблять человека. Ни один чеченец так, воспитанный чеченец, а у нас все воспитаны, еще ногчи вала, не будет говорить то, что они мне здесь пишут. Понимаете? А в чем проблема? Вот вы все, которые знают, что он агент, вы не пишете постоянно, что он агент. Вы не идете к нему и не говорите, ты там хананна, хадейна, хаваридейна, потому что вы не так воспитаны. Понимаете? И вам нет до этого дела. Вы для себя вывод сделали, идете дальше. У нас столько дел, ребят. А вот эти им платят, им надо писать и отвлекать нас от дела. Но они думают, харлуш дувай, а вы харлуш да вообще. Ночи харлуш ваат. Понимаете? И поэтому абсолютно все, что они там говорят, делают, выеденного яйца не стоит. А так абсолютно, Адул, ты прав. Абсолютно ты прав. Я-то это понимаю. В общем, уважающих себя людей принято говорить правду. А Тузик 100% даже не 600, а просто сот. Да, обычно стукачок. Да не, я впервые слышу, бо реалисту. Ну, реалист, второе, видишь. Так, давайте. Дишни, не идет он ни на батл. Я раньше звал, а сейчас уже что звать? Я уже 100 раз про него сказал. После того, как я сказал, что он агент, кто он есть, после всего этого они приходили к моим людям, которых я уважаю, чтобы помириться со мной. Понимаете? Я помирюсь с любым. Абсолютно без разницы. Понимаете? Даже если личные выпады в адрес меня были сделаны. Мне это не важно. Я занят делом, которое важно для моего народа. Но если человек связан с российскими спецслужбами, он может быть самым хорошим. Они мне тут делают предложения, хотят быть полезными, помогают мне там войти в доверие, чтобы... Мне они не интересны, я не могу запятнать себя, понимаете? Так. Ты выглядишь испуганным, Аса. Хом, حونا دعوا على وقت وشاشين بعرف شو عجتها وهو أردوه испуганно усоват. ФСБ рулит Европе. Нет, не рулит, но гадит, она гадит. Закавик, хата чей работник, сумцаха. Мы тоже накрученные. Сумца амилу вообще накрученного амилу. Накрути две на руку.
Не отвлекайся на тролли, договорились. Ну, лучше отдохнешь, они здесь много здесь троллей заскочило, да. Так, вот так и относись к ним, Асан. Там уже нету обманутых. Ну, говорят, все равно хочется надеяться, что там есть порядочные люди, которые обмануты. Некоторые оскорбления есть, бешем, гушбу, а есть заходит и говорит, что она нагрубить и там грубо что-то сказать легко, да, а я же не для этого пытаюсь наладить диалог между нами. А так, конечно, вы правы. Канал Тумсо раскручивают агенты ФСБ, Навальный, Фейгин, вот вам доказательства. Абсолютно верно, Сэм. И таких доказательств сотни просто. Сотни. والله وجري حانا تيش ويستخا حايق تيشان بأكран, حايق тиешан. Вот этого и добивается ФСБшник. И Баду. Чечено говорящий Сюли поддерживает Тузика. Да, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, брат. Салам из Казахстана. Ва алейкум ассалам. Чеченоговорящие разделились и работают на все фронта, да? Так, Асан, вы цадойт богш, дүйч, хумадуй. Чирей, вы цаму цадойт эрдатсон. Вы ваш диннак бихир датсон. Чуда не будет, друзья. Чудес не будет. Будут аферисты, будут мошенники, будут проходимцы. И смотрите, у нас, у чеченцев, какая ситуация? Всего, что у нас можно нас было лишить, у нас лишили. Государство у нас отняли, права у нас отняли, убить кого могли, убили, посадить кого могли, посадили. Сейчас еще насильно мобилизуют и отправляют на войну. Но у них, которые нас убивали, они хотят, во-первых, остаться на свободе, потому что ситуация меняется. У них есть хозяева, у них есть деньги, у них есть система и страх, который их подгоняет за то, что им придется отвечать. И поэтому они, в отличие от нас, больше вкладываются. Они знают, как это делать. У них есть свои инструкции и так далее, и так далее. Поэтому и нам всем нужно работать в этом направлении. Вот и все. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, война, машуоль. Асна хвит связи хунцабол Кадыров и Демильханов. Сацемца йок, царь Мустан. Сацемца йок. Моих родственников забирали, пытали, все что угодно делали, но моего имени даже не произносили. Видео заставляли снимать. Ни одно видео не выложили. Ни одно. Потому что это реклама, это основа. Даже когда они забрали всех моих мужчин, родственников по отцовской линии они забрали. И даже отца, сестры детей забрали, которых я не видел уже 20 лет некоторых. Тогда они, знаете, как их забрали? Они одновременно сделали вброс, что у этого агента, стукача Тумсо Абдурахманова, у Халитова и других третьих, и между ними как бы и я, чтобы затерялся. Вот так они работают. Вы, может, многие там, сомнения, может, там, я там выдумываю, придумываю, там, приукрашиваю что-то. Нет. Чтобы забрать моих родственников, пытать током их, допрашивать, а там особо сейчас и пытать не надо. Люди сейчас боятся и так, да, достаточно просто тебя доставить. И уже люди уже запуганы все. Чтобы вот их забрать, они устроили такую вот операцию. И как будто там я там прохожу где-то там. А реально только на моих оторвались тогда. Он говорит, наверное, про то свидетельство, которое Тумсик выставил.
Да, но я уже сказал по этому поводу, леди. Это показания свидетеля. Асан, как говорил антитеррор, им нужны психологи, и я с ними в этом смысле полностью. Только психолог может как-то достучаться до них. Ну, если это агентура, то бесполезно, да. Боюсь, что им не поможет только палата с решетками. Шайн аслановирус китан кюш. Имя боятся нахватать. Да-да, боятся. Ну, значит, все нормально, да. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам аслам. Так, ты можешь сказать во время паузы. Так, что-то я не понял. Ожил он уже, Айсман, он уже ожил. Аслам мочо керча. Да, да он. Посиди 4 года перед камерой, как я керчер, вон. Так, ты можешь сказать, так, Дели Саламашхуль, так, ты идеален, говорит Юнадя. Нет, конечно, как может быть человек идеален, да? Цифровой рубль вводят под весь этот шумок запугивания терроризмом. Интересно. Асна, эфир не утомляет тебя? Нет, Хасо, эфир, наоборот, дает мне энергию. Я заряжаюсь после общения с вами. Аслан, для разрядки Алира свой цадойтиэль. Просто слишком много говорим о тузике. Дерес ольчерей, дик атлет, чурасо, и вопрос дель. Да, мулавай, цаурду, ну, хагаря, да, Джим Бабл, мекшкушанер, там, кайр хадо камилш, мне уже не нравится, да, Шеренги, бош, уже Байден, закамилш, дешу, потом кицац американские, эксперт, что это может затянуться на годы, бош, закамел душун деш. Поэтому, вежери, у нас есть время еще. Ацфальт старти наш буй, что мы сейчас там, сейчас они все успокоятся, вы увидите, поймут, потому что, по всей видимости, это еще лет на 5. Большому сожалению. Так. Интерес про тебя ни один известный блогер ничего не говоря. Тактика по плану идут, да? Так. Асан Ишек Мавана, все будет очки. Дал мула, ТТ, дал мула. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ты казах. Ну, можно сказать и казах. Папа у меня родился в Казахстане. İçkeri молш дейца. Asna Achtung, içkeri молш дейца. Емаят içkeri. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аслан дал духва ва дал эттубуа дерес ва рамзату алейкум ассалам. Аслан, сколько фальшивых людей понаехало сюда, что нельзя никому верить. Да, юзер, это правда. Ичкери паспорт до ЦГ, европец, о визору Эйлера. По какому закону Эйлера? Я не сказал про паспорт, если ты имеешь в виду про паспорт. Ичкери паспорт, нету паспорта Ичкери, поэтому я не говорил про паспорт. Я говорил, что хуза Ичкери кентебюсер был в Европе. А все, кто не Ичкери, значит он за Россию. Здесь нету такого, что... Ичкери это не значит, что ты там, что ты вот там, не знаю, полностью разделяешь все свои взгляды. Ты свободный чеченец или прорусский чеченец. Вот два вопроса. Вот я это имел в виду. Поэтому если речь идет об этом, то да, в Европе прорусских чеченов не останется. Это 100%. 100% это будет. Поверьте. У нас в Германии, кстати сказать, не было уже давным-давно не было обязательной воинской обязанности. У нас вводится, собирают вводить, уже поговаривают, вводить воинскую обязанность. Также люди готовятся, там проходит обучение, тероборона, территориальная оборона готовится. Эта война расширится, скорее всего, даже по всей видимости, Китай собирается подключаться к этому делу.
Вероятно, есть тоже слухи, сейчас пока рано об этом всерьез говорить, но так, есть такие слухи, что изначально война против Украины затевалась с разрешения и с ведома Китая. И сейчас, когда у русских все плохо, Китай уже не может находиться в тени, и он начинает уже открыто начинает поддерживать Россию. По крайней мере, пока так говорят. Надеюсь, этого не произойдет. Если это произойдет, то война будет очень большой, очень кровопролитной. И это, да, реально мировая война. Поэтому все, кто за Россию, а ты или за Россию, или ты свободный чеченец, третьего не дано, все должны уехать в свою фашистскую Россию. Ну и идти на войну и воевать, Леон. Так, Асан, знаешь, что интересно? После начала войны в Украине он в первую очередь сокращает эфиры на час и редко уходит эфир. Когда наоборот надо было быть активным, потом вовсе пропал. Ну там, видимо, там есть обстоятельства. Его тут или гоняют как тузик грелку, или там вообще, может, он даже и уже не в Европе, может, он бежал из Европы. Мы же не знаем. Стукач ФСБ может быть, делать что, он столько раз врал, поэтому черт его знает. Но хан замати хочер моюй тузик. Реглионса. Хан замати хочер он. Это асухай моста у врагу аля дакайкин мауиса. Враг хилам сагуацера, но хан ти хочер, ФСБ врагам сууй хасон. Шейх далук аждирду, но тхайнакт има дальня один из жюпи узеров чаря он, дицмадилайс. В соответствии с международным правом, как пособник русских террористов. Так, немцы мат амашуя я ханцату он. Чере бадек дич, немцы мат амашуат. Ажим аминайз, так я пытаюсь немножко, но вообще что годится, я все время в русском информационном, чеченском информационном пространстве нахожусь. Так, на работе бывает там, общаюсь с немцами, с нерусскоговорящими или с нечеченоговорящими. Это вот так. Ночи катуи ахчдак махил шуарт. Так, Аслан, лучше пускай создают гражданское общество, да. Китай никогда в истории за 200 лет не объявлял войну какой-либо стране. Они не любят воевать, это факт. Да, Даник Пьяно, это тоже факт, это правда. Это правда. Ну, у них большая армия, и они собираются вернуть Тайвань, как они говорят. Захватить Тайвань. Поэтому это может перерасти в очень серьезные события. Если начнется война Америки с Китаем, НАТО с Китаем, хотя НАТО, наверное, НАТО будет принимать участие, но, скорее всего, ситуация будет, что Америка будет воевать, и ее союзники, то уже у американцев и НАТО будет не до Украины. И в этом плане тогда у России дела будут получше, потому что сейчас Германия наращивает обороты по производству оружия, вкладывается там сотни миллиардов евро. Ну, очень все серьезно. Именно поэтому Шольц не хотел давать танки, не хотел там противовоздушные вот эти защитные установки передавать Украине, потому что фактически нам нужно защищать и Берлин, и столицу, и не только столицу, и другие города и страны. Ну, короче, ситуация
пока идет на обострение. Ничего пока сказать, что вот сейчас там под Бахмутом ВСУ разобьет русских и все закончится, пока так сказать нельзя, потому что это жизнь банды ФСБ, лично Путина с Патрушевым, и они бросят всех русских в огонь, до единого, чтобы один день лишний прожить, они всех в огне сожгут. Поэтому я призываю еще раз всех чеченцев, по возможности, выезжайте, выезжайте. Абу Ханифа, я сказал, что все, кто на украинском телевидении работает на российскую разведку, я что-то такого не припомню. О чем ты говоришь, да? Салам алейкум, салам алейкум, ассалам, Конор, Машой. Так, посмотрим, где в зале собрали. Комедия. Так, давайте почитаем тут. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аслан, сколько фальшивых людей понаехал-то, это я читал. И вот перемоталось. Аслан Ахтунг. Китай пытается получить свой исторический земля от Путина, только что получить и конец. Может и так, Мустан, но я просто как это слухи говорю. Сейчас есть такое мнение, обсуждается, поэтому куда выехать? Куда угодно ночью, хоть в Казахстан, хоть в Грузию, хоть в Турцию, хоть в Европу, куда получится. Куда получится. آمن دشني ده القيل وقت У России дела и так неплохие. У России дела очень плохие. По сравнению с чем, что было, да, все же относительно. Дела очень плохие, но в любом случае Хорейз волш цауй ала асан. Уде деру, асцеяккацун угроз хрюк лишний раз. Сава ет тун ет. А почему вот такие у вас понятия ет и цает? Преступника нужно судить. Я юрист, я адвокат. Преступника нужно судить, его нужно посадить, понимаешь? Это у них методы убивать там, у ФСБ, у хозяев, стукача. У них стукача Тумсо, у них такие методы, пытки, унижение и так далее. Мы цивилизованные люди, мы гуманисты. Если преступление совершил, адвоката берет, все нормально, в нормальной камере, с нормальным правом имеет защищаться и так далее. Аслан Лофт Тумсо, похоже, что он в деревне Русни, мне так кажется. Все может быть. Китаю невыгодно воевать или поддерживать войну, это хуже будет экономика. Особенно Китай, страна экспортирует товары по всему миру, и война истощит Китай, так говорят китайские экономисты. Это понятно, Даник, это все понятно. Я сам этого не хочу, честное слово, вы что. Но есть такие моменты, что мы должны быть готовы ко всему. Не пребывать, я имею в виду, в каких-то иллюзиях, что вот сейчас все сейчас рухнет, Путин разбежится и так далее, и так далее. Китаю война не нужна. Аслан, Даник, я с вами согласен. Будем надеяться. Время перемен сейчас. Тяжело живется даже в мирных странах. Ну, у нас здесь нормально, в принципе, да, сейчас собираются, ну, по крайней мере, поговаривают вводить обязательную повинность воинскую. Ну, вот, как-то так пока. Не знаю, не знаю. Аллах, это бойла, Аллах, алшуайла, дерес хуй масу вайла дишне, дерес хуй, ну.
Фильм про Литвиненко, сериал запускают. Да, отлично. Так. Dal mu'la Эмилия. Эмилия Заон. Dal mu'la Демири Даулю. Närşe buçu boy sun saumstüç. Das meger du dig du da улиштелеш. Так. Ты читаешь то, что себе интересное. Да нет, почему? Я пытаюсь все читать. Асан, что вы думаете про Рубати? Кадыров так ее принял с почестями в Грозном. Ничего я не думаю. Единственное, вот мне скинули запись, где она там про меня говорит, что там она там Минкайлу Мализаеву помогала и так далее, что я там ничего не делал и так далее. Надо признать, что она реально помогала, и Микаэлу, наверное, тоже, я все детали не знаю. И потом Микаэл, как и мне, нагрубил, и ей также что-то нагрубил, что она его убить хотела, она говорила в этой записи. Такой подлости я, наверное, не думаю, что она способна. Просто старая больная женщина, да, и все, что я могу сказать. Аслан гушу хешу рейс хила цахила цахитерон сочре рейза хила цахила. Так, Иран и Северная Корея союзники лишь. Ну, пока, по крайней мере, мы пока видим только их. Будем надеяться, что с Китаем не будет так, как они хотят. А вы президент Ичкерии? Люся, ты о чем, да? Почему не король? Aslında Европе уже голдол, что алхитем. Дерцагиты. Здесь такой заряд прочности, запас прочности, точнее, в Европе, в Германии, я могу сказать, я немножко разбираюсь, то какие дела здесь обстоят. Нет, конечно, голдол ждать, наоборот, мне кажется, вот сейчас Россия говорит, что она сейчас там ее санкциями замочили, и она говорит, мы перейдем там на самопроизводство, там сами будем что-то выпускать. Не будут они. Сейчас такие технологии, которые, чтобы догнать, нужно 100 лет. Причем еще эти специалисты должны приехать с Запада и тебя обучить этому. А здесь в Европе, в Германии в частности, инженерия, машиностроение и все остальное, здесь в Европе, здесь в Германии все это свое. Поэтому они реально, да, избавляются от нефти, от газа, ищут альтернативные пути, готовятся и становятся более независимыми. И я думаю, здесь будут процессы над разными чиновниками, которые коллаборационировали с фашистской Россией на протяжении последних 20 лет. Что ухудшается, этого близко даже нет. Ну, конечно же, какая-то инфляция будет, потому что меняется ситуация. Долгое время находились на газе, на нефти, которая шла из России. Сейчас все это меняется. Я был в Китае, там есть и бедность хуже, чем в Казахстане. Каждая семья горбает с утра до 10 ночи на фабрике. Это в мирное время. Если будет война, то Китаю конец настанет. Я очень надеюсь, Даник, что не будет Китай участвовать в этом. Но мы должны тоже не исключать этот вариант. Я лишь об этом. Конечно же, я склонен считать, как ты, больше. Но вариант все равно я чеченцев, своих подписчиков, с которыми я уже несколько лет делюсь
своими наблюдениями, обмениваемся своими мнениями. Говорю просто свое мнение, что может быть, я надеюсь, что в этом году закончится война в Украине, будет освобождение Крыма и так далее. Просто освобождение Крыма, освобождение Украины для нас, чеченцев, это еще не конец. Это еще не конец. Хотя может произойти, что рухнет, да, может там какая-нибудь группа КГБшников или военных захватит власть, там уничтожит Путина, расстреляет его и поведет, Россия разделится на несколько частей, ну и так далее, и так далее. Ну посмотрим. Как путь, это примерно турецкий вариант устройства общественно-политического устройства государства. Леха, меня больше устраивает не турецкое устройство общества, а больше меня устраивает норвежская система устройства и, я бы даже сказал, в определенной степени американская система. Мне очень симпатизирует вот американское устройство правоохранительной системы. Вот это шерифы, избирать там, вот, назначать на определенный срок шерифа, потом снова его выбирать там, потом политическая система, у нас больше парламентская, у нас президентско-парламентская, но больше даже парламентская у нас система. В принципе, это нужно, знаешь, начинать и потом уже долго корректировать, что подходит, что уживается. И вот люди, которые придут вот в эту власть, они должны уже формировать это общество, этот опыт, который будет передаваться потом следующим поколениям. Это большая работа, которая займет там поколение, чтобы это все вырабатывать. Но мне, например, очень нравится и немецкая система, ну а так для чеченцев очень была бы неплохая и даже швейцарская, и очень нравится норвежская. Может ли Запад допустить развал Арашки? Я на это очень сильно надеюсь, Чирей. Я на это надеюсь. Но если мы ничего не будем делать и не настаивать на это, то нас могут просто не заметить, просто не учесть наше мнение. Поэтому мы должны говорить об этом, мы должны заявлять о нашей позиции. Мы есть сила, мы есть фактор, мы должны об этом говорить. Я хотел возразить вопрос в твой адрес. Хорейз волуш цауи. Возразить вопросу. Возразить. Тахка, возрази, чири. Так, конечно, фейк Брянский, партизанов спектакль. Лондон, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нет, Асан, простите, но ведомый вами путь ведет к турецкому. Я не согласен. Так, Лондон, Аслан, Германия, убежище Лой или обратно депорт, убежище Муях ездица. Лондон, это не так, что вот сейчас мы с тобой сядем, я тебе это в двух словах расскажу. Надо знать, откуда ты едешь, для чего ты едешь сюда, в какую первую страну ты попал. Дерло, я, например, получил политическое убежище, и вот сейчас буду подавать на гражданство. Уже пора уже получать уже буду гражданство, да. Поэтому все, конечно, делается, никаких проблем, да. Слава Украине, дедусик, героям слава, дедусик. Так. Что вы скажете над тем, что Германия отказывает визы людям из республики? Как раз буквально вчера я написал письмо канцлеру Олафу Шольцу, выложил это письмо у себя на Фейсбуке, в Ютубе, везде, и попросил всех подписчиков по возможности тоже отправить
и помочь бедному многострадальному чеченскому народу, и чтобы нам не отказывали убежище, а наоборот способствовали. Есть проблема, что под видом беженцев сюда разную разведку засылают, и это тоже очень мешает нам. И нам, чеченцам, нужно бороться с этим явлением, с агентурой российской под видом чеченцев, которых сюда засылают. Поэтому, да, это проблема, с этим мы сталкивались, сталкиваемся, и, вероятно, еще какое-то время будем сталкиваться, но это проблема, которую я как-то пытаюсь реагировать и пытаюсь как-то призвать, помогать в этом своих единомышленников, своих друзей, своих подписчиков. Так, например, Россия, да, Ошельч. Так, Лондон. Ну, если ты едешь в России, если ты первая страна, в которой ты окажется Германия, то есть страна, куда ступит твоя нога, первая, это закон Дублина называется, куда ступит первая нога, первый раз ты наступишь, в этой стране ты должен просить политического убежища. Если ты заедешь через Польшу, то тебе могут попросить остаться, вернуться в Польшу. То есть вернуть тебя даже в Польшу, отказать здесь, сказать, возвращайся в Польшу, не отправлять в Россию. А так, если ты сюда приедешь, я тебе с 90% гарантией могу сказать, что ты получишь позитив, если ты все сделаешь правильно. Сейчас это обсуждать, это целая тема, я могу тебе вкратце сказать, что тебе нужно сделать. Это первое, нанять адвоката. Сейчас учетом всеобщей вот этой насильственной мобилизации, частичной так называемой, частичная, а в Чечне она поголовная, у тебя есть все основания просить здесь убежище. Если ты все правильно сделаешь, если ты не связан с русской разведкой, тебя будут проверять спецслужбы 100%. Если ты у них не вызовешь каких-то негативного мнения, твоя персона, то ты практически уверенно получишь позитив. Но это целая работа. Это не так, что вот ты приехал, как раньше, когда шла война, ты приезжал сюда, подавал документы, и все, ты уже не парился. Тебе выдавали документы 100%. Вот так нас раньше принимали. Но ситуация сейчас изменилась. Здесь очень много разных левых товарищей и стукачей ФСБшных засылают сюда, и ГРУшных. И я скажу так, что и не стукачи, и не ФСБшники, а просто любители подзаработать приезжают сюда и ведут себя так, что после меня пускай трава не растет. Там, и обманывают, и там разные вещи выкидывают. Год-два, чтобы побыть здесь, поработать, заработать денег, поехать домой, построить дом там и так далее. Хайнхахон. И вот поэтому нужно бороться будет. Для этого, как только ты приезжаешь, ты сразу платишь 2-3 тысячи адвокату, берешь адвоката, готовишь все документы. Это большая работа, которую тебе придется сделать. И смело год-два жить по общежитиям, ютиться, учить язык. Ну, нелегко, я тебе скажу. Я когда сюда ехал, у меня здесь родители жили, мы знали определенной степени английский язык, здесь все говорят на английском, почти все говорят и на английском тоже. Мне было где жить, не надо было жить в общежитии, я жил у родителей, и мне был кто переводить, кто посоветовать, ну все у меня было, просто все, и деньги были, и машина была, и все у меня было, и все равно это было очень-очень трудно. Вот. Я даже не представлял, что это будет так трудно. При всем при том, что вот все, что нужно у меня было, и все равно это было трудно. Поэтому это нелегко, особенно если ты в возрасте. Это такое... Мне 38 лет было, когда я сюда приехал, поэтому это нелегко. Так что делай визу, приезжай в Германию и
step by step, как говорится, шаг за шагом иди к этой работе, Дион. Иди к этой цели. И если нужно, я на связи всегда тебе посоветую, помогу. Моя правозащитная организация, именно мы занимаемся консультациями, помогаем, хотя мы только сейчас осваиваемся, и у нас, сам понимаешь, и нет у самих гражданства, ну все у нас тоже так. Но мы работаем, помогаем и будем помогать, и тебе в том числе будем консультировать. Леха, наш путь индивидуальный, чеченский, он не схож ни с чьим путем. Да, Амзат, это верно. Так, Собор дело. Нужно полностью досье проверять россиян на убежище. Да, Даник, это точно. Я, кстати говоря, в письме к Олафу Шольцу так и написал, друзья, если, друзья, я говорю, если необходимо, наша правозащитная организация готова сотрудничать с правительством, готова добывать информацию о людях, которые просят убежища, то есть принимать активное участие, чтобы этого человека проверяли и чтобы просто так от него не отфутболивали, что вот они и так далее, да. Так, Аслан, возражаю, Аслан, гушу, хэшу, рейс, хила, цахила, претензии, йолчу, юадюхал, элдиз. Рейс, хила, цахила, претензии, юадюхал, элдиз. Возражаю. Ты по этому поводу, Чири, возражаешь? Имеешь право, Эйду Косак. Главное знать английский язык, наверное. Да, английский язык очень помогал нам, нам и с немецким не было особых проблем, было кому переводить, помогать там и так далее, но, конечно, когда ты знаешь, просто уже неудобно бывает каждый раз по каждой мелочи, а ты здесь все по-другому, все просто, это очень было. Так, адвокат Лоч Ахшдал Дизи, Тигр Эйдлу Луш Хирдук и по-моему. Нет, Лондон. Тебе назначается социал, который ты получаешь, и этот социал тебе ровно ты поесть, все там, купить для личной гигиены, там детям киндергельд, это вообще немного на самом деле. Поэтому ты, особенно в первое время, когда ты не можешь работать, у тебя нет возможности иметь другого дохода. Но если ты начинаешь работать, то ты лишаешься социала. Вот киндергель, там есть детские деньги, они выплачиваются до 27 лет детям. Я сейчас не помню, 200 евро, по-моему, на ребенка. Это вообще ничего. Это вот говорят какие-то деньги там и так далее, и так далее. Это ничего. Жилье снять, например, я получил позитив, мне уже разрешили снять жилье, дали мне документы, иди ищи себе жилье. Так вот, я не мог найти жилье. Это Гамбург особенно, здесь у нас это очень проблемно. Это такие бытовые вещи, которые ты каждый день сталкиваешься. Это нелегко, я скажу. Я не буду тебя обнадежить, здесь отлично все. Нет, это суровое испытание, но когда пройдет определенное время, когда у тебя будет там школа, садик, работа, жилье, то ты будешь уверен в завтрашнем дне, на это может потребоваться 3 года, 5 лет, вот это все, чтобы пока пока даже позитив ты не получишь, ты можешь работать. Тебе бывают такие возможности. Люди 10 лет не получают документы, убежище, судятся там, это, третье. Все зависит, как ты сюда приехал. Человек находится определенное время здесь, потом выясняется, что он заехал через Польшу, например, и тебя отправляют в Польшу. Потом ты там что-то сделал. Нужен адвокат и мобилизация всех сил и работать. Когда ты все сделаешь, твои дети будут обеспечены образованием, одним из лучших образованием. Твои старшие будут иметь лучшую медицину. Если, например, ты попадешь в больницу,
о тебе будут заботиться, как будто ты попал к родственникам, да. Значит, людские отношения, человеческие отношения, просто, ну, по-чеченски здесь, то есть как, не как сегодняшняя Чечня, где к тебе как кормушки относятся, а как нормальные, когда чеченцы относятся, вот Адамалил Шнамухош, вот здесь гуманизм, человечность в немцах присутствует, и не только в немцах, и в других европейских странах. Попадаются и разные такие моменты, возникают ситуации, но у меня не было, потому что мы практически, когда не знаешь язык, даже поссориться не можешь. Aslan dal at с гражданством Дейресхоль. Так, давайте почитаем, что нам говорят в ТикТоке. Так, Саид, хау балбуин сюигархат. Честно скажи, хомилу асуик, честно, Элс, честно скажи, не скажи. Какое твое дело, что я делал, что я не делал? Камил, ждешь, да, докаж. Асинц док заявление, я сейчас говорю, это агент российских спецслужб. 3 года я говорю, что он агент российских спецслужб, да, что он заслан, враг, чеченский преступник. Античеченскую государственную деятельность ведет человек. Ицбокос. 100 раз, 100 тысяч раз, бара. Ухамелду, честно скажу. Амелу асуик, честно, бара, учувен асуик. Амбитчик хавен, ладуран, суик хахтаршда. Ахтунг, ирландский рыбак Жоуд Аяхкар, Потине, Флотине, Депортин, помнишь? Ирландский рыбак Жоуд Аяхкар, Потине, Флотин, Депортин, помнишь? Цедомустан. Цен ночи ворон изам. И худартешин. А что вы думаете насчет Франции? Верска, насчет Франции, я думаю, спасибо всем, кстати говоря, мне тут подарки вы посылаете. Спасибо, друзья, не нужно делать, но все равно благодарю вас за то, что вы посылаете подарки. Если вы даете подарок, то пишите комментарий хотя бы, чтобы я ответил на ваш вопрос. А что вы думаете насчет Франции? Насчет Франции я скажу, что во Франции намного сложнее. Там жилье вообще не дается. В Франции очень много беженцев. Правда, когда я приехал сюда, уже сирийцы начали приезжать. Как раз вот эти события в Сирии очень сильно развивались. И тогда Меркель около 800 тысяч или миллиона даже беженцев приняла. И всех переварила немецкое государство, экономика их. Ну, у немцев все по полочкам, да, все, термин у них это называется. Вы договариваетесь о встрече, и термин это рандеву, по-французски, по-моему, а по-немецки термин. Ну, короче, это такая очень такая тема очень интересная. Поэтому я думаю, во Франции, вот как люди говорят, людям приходится на улице жить вот во Франции, да, поэтому не так все легко, да, во Франции. Я бы посоветовал бы, если вот именно в финансовом плане, именно там получше, чтобы это где-то Норвегия, например, да, хотя тоже там дорого, цены дорогие, холодное место и так далее, и так далее. Ну, платят получше. Но я не считаю, у меня выбор вообще так не стоял. У меня родители здесь жили, и мне нужно было только Германия. Хотя я хотел англоязычную страну, Америка далеко. Англию у меня родители в Германии, поэтому я остался тут. А так, жить на социале, многие живут на социале, но я советую лучше пытаться работать, обучаться, вкладываться в детей, ну вот, заставлять детей учиться. Да, соцсак ячун, леди, чири избоч. Аслан, тебе задали вопрос, хорез улуш саву, я возразил том, кто тебе задал это. Ладно, дади тервай, не обращай внимания. Хинс китаса чири, вот сейчас я понял. А сейчас я понял, о чем ты говоришь.
Резался, ой, все. Я говорю, я просто вот теряю нить разговора, я иногда бывает вам что-то говорю и читаю комментарии и перескакиваю уже туда ухожу, потому что на два эфира и иногда бываю еще и рассеянный. Аса, я же не писал, что ты сказал про всех. Просто ответь на основную суть вопроса. Вот те ичкерийцы, которых ты подозревал в агентуре, таким образом работают. В чем их задача? Кого я подозревал, Абу Ханифа? Кого я подозревал? О чем ты, Ханифа? К чему ты клонишь, скажи мне? Догадайся сам, если представь агентура и дай волю фантазии. Я не понимаю, к чему ты это все сейчас. Аслан, так, так. Норвегия больше Германии, там меньше беженцев. Да, Норвегия больше. Ну, по-моему, по населению Германия точно больше. А вот, не знаю, по размерам. Аслан, ты слышал, рашки прибыли палестинцы с Хизбалла? Не слышал. Ну сейчас, наверное, как раз будем вместе Иерусалим брать. Да, вместе с братьями-террористами. Как раз вот, как и положено, да, террористы Хизбаллы, Талибан, они сейчас, по-моему, какой-то миллиард, что ли, долларов вкладывают с талибами, какие-то там утки у них. Нормально, нормально. Выясняется, кто есть кто, да. Хаттер демек ждачвек верси мат амаду хюек хаттерш деш. Де ду кунда хеч ашбат хет бош ашмоуса. Я читаю в YouTube. У меня идет стрим в YouTube и в TikTok. Так, получает значок дарителя номер 1. Андрей, не очень хорошо я выучил, я вам честно признаюсь. Так. Ассаламу алейкум, ва алейкум. Как выявить стукачей? Ну, надо наблюдать, смотреть. Мы же можем каждого человека проверить, правильно? Каждый человек, Чечня маленькая, мы можем легко друг друга проверить, найти там и так далее. Так, собордел. Юхаться вот, а мне это не очень удобно будет тянуться туда. Так, вот так, мне кажется, лучше, да? Вот так. Как вы так? Я Ася. Бюстикриль. Аслан, Чечне остаться не опасно или уехать? Я советую всем мужчинам выехать как можно быстрее. Военно обязанным всем покинуть. Веснушка. Я так считаю. Уертишь, а я это... Закен, он дрейзвать, суальна бария по-братски. Раз уже 100 миллионов раз Аллахис. 100 миллионов. Спасибо за совет, пожалуйста. Аслан, рыбак, ваца, российский военный корабль. Ладах Аллах. Ясно. Рыбак Корис Аллах, российский военный корабль. Ладах Аллах. Военный вацари, украинский военный вацари. Напомнить вниз. Хую и Мустан, напомнить вы вещи. Рыбак. Я что-то уже не понимаю, может я уже устал делать. Так, Лондон везде одинаково почти, но кто себя преподносит, кому как повезет. А в Германии на улице не оставляют, да. В Шотландии один мужчина на 20 женщин государь дает пособие, если женишься на шотландке. Да это сказки, мне кажется.
Если бы я называл бы этого Шмакова своим братом, зуб даю, что те, кто так рьяно рвет и меч за тузик, объявили бы меня предателем чеченцев. Меча Хажвиз Идуич. Ах, са YouTube канал чё, хажа? YouTube канал чё, хажа? Сачи кострим хало нохчи махта дүйцон асдет. Аски махтла дүйцон. Байден наш президент. Так, я Ася дел рейс хило масана хилиснушка. Мил Ася утиша, я Ася. Серьезно? А кем работаешь, кроме блогерства? С какой целью интересуешься? Я являюсь председателем Human Rights Center Ичкерия, правозащитного центра Ичкерия. Как проверить стукачей? Нужно просто проверить историю его предков. Стукачей передают по наследству. Почти да, но и сейчас и новых сейчас навербовали, поэтому не всегда можно угадать. Масана Хальдерез. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум иссалам, Ичкерикант. Так, мы уже почти 2,5 часа в эфире, друзья. Когда вам надоест, вы мне скажите, и я тоже пойду, а то я уже... Как избавиться от российского гражданства? Вот так, да. Вот так. Избавиться от российского гражданства. Вот так. Не будет больше России. Пока приедешь сюда, пока получишь документы, поживешь 2-3 года, и уже у тебя уже, короче, не будет такого государства. Фашистская Россия не состоялась, несостоявшаяся фашистская Россия, Российская Федерация так называемая. Поэтому никаких, короче, проблем не будет. Порви просто и выкини. Мне это нужно. Я должен был это отправить, но мне вернулось это все. И я должен сейчас отнести буду вот этот кусок бумаги. Так. Асан, ты стал европейцем? Тяжело? Нет, я гражданство еще не получил. О, ичкерийский, Малборосом, Мегарду, Шнапс. Почему Шнапс? А шмоли? Бехца билардю. Хагвелир. Так, Аслан, ты утомился, и это видно, да? Да, я на самом деле немножко уже даже координация у меня нарушилась, мне кажется. Туда смотреть, сюда смотреть, что-то со мной не то. Наверное, нужно отдыхать. Можно поехать, наверное, куда-нибудь в теплое место поехать и отдохнуть нужно. Надо отдохнуть. Избавился порой. Асан, тут это, Асан, у тебя паспорт наготове был, что ли, ради этого комментария? Нет, он у меня лежал в этом. Так, все империи развалятся, последняя осталась за Рашкой, да. Узман говорит, иногда шутите так веселее, шутите. Хорошо. Покажи срок паспорта, бо око. Он гущен, срок паспорта. Али, да я шо, надо тишь.
Да, к большому сожалению, сейчас много Андреас Кавказ. Андреас, я пока никого не принимаю. Моя родственница сожгла дом. Эмин галактик даллар дуэл уэх. Я мартнера. Шайде доганти бюаттир. Кушгайскшан вах мелвек. Шайде доганти. Салам алейкум из Азербайджана. Ва алейкум ассалам. Виски пьете? Бо око. Разве виски бывает таким? Аслан, спасибо за ответы. Желаю удачи и крепкого имана. Аллах велик. Пожалуйста. Всем мира и добра. Ассалам алейкум всем муминам. Ва алейкум ассалам. Привет, привет, Валентина. Хайни муqdari и паспорт. Дерде. Дукаю датин. Я этот паспорт порвал. Сколько, ребят? Кто помнит? Года 2, наверное, да? 3 назад я его порвал. Доказательство диска цунах махекло цаиз душу. Знаете, каким бывает виски, боже? Да знаете, каким бывает виски? Конечно, мне 45 лет, я же прожил что-то в этой жизни. Так, так, так. Хайнек дарибо. Фатре. А хайнек датини, скажи мне, Фатре, с паспортом, чувак датин, я его порвал еще года два, да, было назад, Потом Ибраим, потом Аслан Лорс. У нас был флешмоб. Сколько, 6-7 человек нас тогда. Видео записывали, выкладывали, рвали эти паспорта. Давно это было уже. Вот хайнек дарибо. Да, это не хайнек. Да, видео я выложу у себя. Слава Ичкерии, русские сами понимают, что на вашей неотъемлемой территории. Всегда им напоминайте Ичкерия, Ингушетия, Дагестан, не Рашка, забудьте. Да, хорошо бы, если бы Ингушетия, Дагестан немножко поактивнее в этом плане работали бы. Так, да, 3 или 4 года Асан. И модю яхира. Нет, 3-4, да. Может быть, 3, может быть, еще дороне. Ну, где-то было это видео. Мне недавно я выкладывал это видео, и каждый, кто снимал видео, рвал паспорта, они присылали мне, я у себя на канале выкладывал. Вот мой модератор Аслан рвал, там Ибраим рвал, там еще один, несколько там было, 6-7 мы паспортов тогда порвали, запустили флешмоб, и буквально недавно, где-то несколько месяцев назад, мне, они, видимо, ищут эти мои все видео, пересматривают, пишут жалобы вновь и вновь, короче. И мне прилетел страйк за то, что я выложил паспорт Ибрагим Никархо, у нас есть друг, который порвал тоже паспорт. И он засветил свой паспорт, имя, фамилия, там, ну, его было указано. Ну, другие тоже светили, но этот явно просто все было четко видно, его фамилия, имя. И за то, что я защита конфиденциальных данных, пожаловались, это видео удалили. Причем рвет паспорт хозяина этого паспорта. Просто я его у себя выложил, это видео. И вот это я тогда помню, это года, наверное, 2-3 года назад это было. Асан, скажи, что ты новый паспорт сделал 45, обязательно надо. 45 мне исполнилось уже, да, полгода. Уже в какое полгода? Больше даже, 45. Но я порвал немножко раньше, чем 45. Аслан, помню, когда ты объявил этот флешмоб. Да, Леха, ты наш старый зритель. Целая эпопея была по разрыву двуглавых голов. Да, да, было.
Писали заявление, так, шама. А почему не пойти в русское посольство и не отказаться официально, порвать паспорт ни о чем? Зая, смотри, когда у меня был мой советский паспорт, и я поехал молодым парнем, 18-летним, учиться в Санкт-Петербург, меня остановила полиция в метро, пьяная причем. Это был начальник уголовного розыска и его зам. И начали меня оскорблять. Ну, мы там немножко вцепились, там стукнули его, начальника уголовного розыска, и нас забрали в отдел. И тогда порвали мне мой паспорт. Студенческий порвали, зачетную книжку порвали, паспорт порвали и так далее. И после этого мне, ну там, они пьяные были, этот начальник уголовного розыска и его зам, и нас, потом нам восстановили в Санкт-Петербурге паспорта уже. И я никогда не получал фашистский паспорт добровольно. И не собирался его получать. Я собирался получить свой чеченский паспорт после того, как получу образование. Я хотел работать следователем, жить у себя в Чечне. Но русские террористы и преступники посчитали, что моя маленькая страна им очень нужна. И для этого нужно нас утопить в крови. И не получилось у меня получить мой ичкерийский паспорт. И я презираю, я как к дохлой скотине отношусь к фашистской России и к оккупантам. А к российскому посольству я отношусь еще большим презрением. Поэтому я не пошел бы туда, и я не собираюсь соблюдать российские законы. Более того, я призываю всех чеченцев по возможности, я всегда это делаю, не соблюдать ни один российский закон, если у вас есть возможность его не соблюдать. Я плюю на этот паспорт, на вот эту систему, которую выстроила КГБ, ФСБ, и соблюдать какие-то правила фашистской России не имею ни малейшего желания. И поэтому я, как чеченец, должен был отомстить. И это порвали мой паспорт, я порвал их паспорт. Ваш паспорт, Зоя. Или Зая. Зая, да, у тебя написано. Поэтому я порвал, и мне пришло в голову, надо сделать флешмоб. Я объявил флешмоб. Мне говорили, вот как вы сейчас видели, тут пишут, что я агент, там, причем ФСБшные агенты, стукачи пишут, что я агент. Я сказал, давайте, если вы не агенты, порвите также паспорт. Показал свой паспорт и порвал. Но порвали не агенты. Агенты не стали рвать, которые обвиняли в том, что я агент. Причем люди, которые не обвиняли меня, а мои товарищи, они порвали. А те, кто меня обвинял, они почему-то набрали в рот воды и потухли. Абдул Рашид. И райский ФСБ агент стукач Тумсу Абдурамана уйти. Цубо босу немецкий спецслужбы бобешу. Ясно, ясно. Ну давай, ФСБ соврет, недорого возьмет, поэтому ты не верь этому стукачу. Аснаху агенту лацун дишч эву паспорт да эту хирбут саха цен. Цахизбо, цахизбо. Да. Отсюн дизч эу паспорт да эту хирбуй цаха цен. Агенту. Соцахита обоча. Агенту дагит дат ирмадат. Цун дайваравиз, хававиз дат. Дат иду, если нужно, прижмет ее. А так нет. Чтобы войти в доверие. Паспорт раз не забирают, когда просят убежище? Да, забирают. Я потерял все документы, они у меня уехали в такси. И я потом вернул их и должен был отнести. И вот сейчас, когда буду получать гражданство, я отдам. Я отправил по почте, но у меня там не сложилось. И я сейчас, когда буду получать гражданство, я буду его сдавать. Ну, вот этот огрызок. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вы не думаете, что там много поменялось с тех пор? Где в фашистской России ничего не поменялось, просто чуть-чуть начали уже откровенно говорить.
Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бамут Машвой. Тумсик порвал паспорт? Нет, конечно. Нет, конечно. Ему же нужно здесь передвигаться. Здесь на Западе же ему не дают паспорт. Поэтому он пользуется своим родным русским Деон. Интересно, куда заложат сахар в следующий раз, Деон? Ну вот, в Брянске, по-моему, заложили сейчас они. Сахар мне, наверное, завязали. Не будут так явно применять те же методы. Придумать что-то другое. У них целые институты над подобными терактами работают. Не зря Рашка признана террористическим. Да? Аслан, работай, пожалуйста, на Германию и так далее. Твоя эра будет нам на благо. Леди, ну я не работаю. Как бы стукачи разные ФСБшные не рассказывали сплетни. Нет. Я не работаю и не собираюсь работать ни на одну разведку, кроме чеченской, ичкерийской разведки. И то, если я им понадоблюсь. Деньги все решают. Не все решают деньги, не все. Паспорт новый сделал. Нет, не сделал. Ва алейкум ассалам. Сунц адается войск. Так, я имею в виду Роспаспорт. Да, нет, Эрло. Зачем он тебе? Франция, ичкери паспорт, дох ошхай засумбо, дуй, дац, алхаац. Дац, есть сувенир, который продается у Закаева. Сувенир, это не паспорт. Немецкий агент Хедарвуле, ду ФСБшный, Тузик Хольчула. Немецкий агент Боа, с Папуа Новой Гвинеи агент Хедарвуле, дукон. А ФСБ Хольчула, дац. ФСБ веке самый последний на гукон, самый наделал дукон ФСБ это веке. Деньги все решает. Не все решает, это мы читали. Аслан, доброго времени суток. Где твоя вышиванка? Сердце на тебе. Моя вышиванка лежит поглаженная, в шкафу лежит. Зая, ты с какой конторы, бой, где Орс? Значит, знаешь. Что знаю? Что знаю? А что они так за твой паспорт переживают? Не знаю. Работники Русни, стукачи дают тебе должности, Аслан. Да. Они не могут понять, да, как так, денег человек не просит, донаты не собирает, ничего не имеет, короче. Ну, 20 лет в Европе живешь, Зай. А как ты вообще к России относишься? Считаешь нормально там, да, все? Так как к Путину относишься? В Европе, да, я в Германии. Но чекло моста у лаской спецслужбы был бешвик. 100%. YouTube страницу Юга. Вот у меня сейчас идет эфир в Ютубе. Обожаю Россию, говорит. О, ты, значит, террористка. Любишь террористов? Как ты к Путину относишься? К фашистской России понятно. А как ты относишься? А то вы потом говорите, нет, я Россию люблю, там, а Путин нормально, он поднял Россию с колен там и так далее. Я в Швейцарии. Отлично, Бобр. Я в Хамбурге. Кстати, я с Кавказа. Какие вопросы у тебя, Дайникилд? И Путина обожаю. О, фашистка самая настоящая, Зая. Нормально. А что ты у меня здесь на канале делаешь? 20 лет живешь в Европе. Почему ты к себе в фашистскую Россию не едешь? Скажи, пожалуйста. Очень интересно бы знать. Я лично буду горд за тебя, если ты будешь работать со всеми спецслужбами мира, кроме Рашки. Буду
с работать, хамза, и на работать, да, работать на немецкие спецслужбы и работать с немецкими спецслужбами, я вижу разницу в этом. Я, конечно же, живу в Германии, когда мне предложили русские террористы, чеченоговорящие, работать на русских террористов, я пошел, написал заявление и не скрывал это, публично говорю и буду говорить. И любой, кто связан с фашистской Россией и представляет угрозу для Запада, для Германии, это такой же мне враг в данный момент. А чтобы вот там получать зарплату, работать, нет. Я юрист, я правозащитник, и, конечно же, это страна, которая приютила, вся моя семья, граждане этой страны. Мне дали все, моего отца холят и лелеют здесь, в больницах, везде смотрят, так же, как матери, ну, как поэтому, как благородный чеченец, которым я стараюсь быть, я благородно отношусь к благородным поступкам, которые ко мне совершают. И буду защищать эту страну, ее покой, ее закон и так далее. Но на них ни на кого не буду. Только на Чеченскую республику Ичкерия. А сотрудничать, вести какую-то деятельность, я же юрист, я обязан с ними взаимодействовать, сотрудничать. Это буду, конечно. По поводу агентов, достаточно, хотя я ничего против не имею тех, кто работает там, на американцев, на англичан, на немцев. Главное, чтобы они не работали на русских и не вредили чеченцам. Вот и все. Ни один нормальный человек не может работать на русских. Ни один нормальный чеченец. Я есть, у меня давно гражданство. И у меня давно гражданство. Значит, ты, значит, пособница террористов, получается, Зая, да? Как ты относишься к тому, что вот твой вот этот ублюдок убил 300 тысяч моих сограждан, 42 тысячи детей, сейчас напал на Украину, убил уже огромное количество людей. Ты к этому нормально относишься, да? Что вот он убивает русских, по факту он и русских ведь убивает. Ты к этому нормально относишься. У тебя такое искаженное такое, да, у тебя фашистское нутро. Ну, тебе нужно уезжать в Россию, Зая. Зачем ты здесь находишься? Езжай к себе. Живи там. Живи там. Дерер Асан Ша Адцевич Церкшью Хорил Шхилла Исмаил Ацаев. Дерер Асан. Дела. Нохчи Мадуай, Исмаил. Нохчи Мадуай. Почему брянский сахар, а не рязанский? Потому что сейчас в Брянщине они мутят. У нас здесь в Европе есть право на жизнь хотя бы. Да, Хамер, совершенно верно. У меня недалеко от дома в магазине одежды чеченка работает. Круто. Далеко от родины хорошо любить Путина. Не, вообще недалеко, не рядом. Люди, которые после всего, ладно, когда нас убивали, там пропаганда была, там много что было. Я допускаю, что люди ошибались. Я с украинцами общаюсь, много людей извинялось, что не знали всего этого. Но сейчас, когда откровенно, сейчас, особенно сейчас вот это само пекло идет, убивает людей, зашли на чужую территорию, война идет на территории Украины, чужого государства. Ладно, мы 3 года были независимы, и русские террористы посчитали, что мы часть. И как бы, ну, допустим, 3 года, не так много, ну 25 лет Украина независимо жила себе. И я считаю, что люди, кто поддерживает сейчас Путина, они такие же, как Путин. Такие же просто и внутри, и снаружи, и мерзавцы, и подонки. Вот, Зая, я так считаю. Вот так я считаю. Так. По поводу агента, достаточно взвесить, кому выгодна эта настоящая деятельность. Например, люди, ведущие ИГИЛ, компрометируют перед миром свой народ своей деятельностью. Да, Леха?
Хизбалла террористическая организация, да, телом в Европе, душой рашка, она на двух стульях не усидишь, да. А сам вот видишь, какой ты мозг. Я, например, не знала, работать с или на, надеюсь, запомню. Представь, каким ты будешь высококвалифицированным, почетным для наших спецслужб. Да, да. Доживем еще. Так. Вот, ахакуир шуметтера хаду. Вала, куир шваларе. А если лилеш даритешас. Асан, хастер, YouTube чур видео, аж там ее. Да, Мустан, я закрыл, я же уже много раз говорил, я закрыл видео, потому что мне прислали 2 страйка и могут третий страйк, третье предупреждение, и мой канал полностью будет заблокирован. А там есть и сообщество, и комментарии подписчиков, там это целая история, история нашей жизни, причем она честная, максимально как мы могли ее формировать, это заслуга нас всех. И мне очень важно, видео все сохранены, все имеется в 2 экземплярах, все сохраняется и на компьютере, потом отдельно на флешке, которые относятся в нужное место, да. Но важно было сохранить сам канал. Вы заметили, кстати говоря, вот эти пособники Тумсо Абдурахманова, стукача ФСБшного, перестали писать. Вы заметили, друзья? Это говорит о том, что они уже время закончилось, они выложились, написали сколько нужно комментариев и все, и ушли. И пропали, да, так у них бывает. Намного их не хватает, они же на работе, да, или смена у них закончилась, да. Я с Украины, кстати. Да, война в Чечне началась не при Путине, при нем она закончилась. Зая, ты что такую ерунду несешь? А кто дома взрывал в 99 году? Не Путин с Патрушевым. А не он ли там мочить в сортире говорил? А не он ли устраивал нам геноцид? А не он ли убил наших президентов? При нем все это происходило. О чем ты говоришь, Зая? Давай сейчас ты вот это нам... Не хочу сейчас материться, но я терпеть не могу вот таких людей, как ты, например. Это просто противно просто. Вы делаете из этого Путина, вы даете ему карт-бланш совершать над нами то, что он совершает. Вы соучастники, вы есть часть Путина, вы должны вместе с ним сидеть. Вот все, кто ему аплодирует, понятно, что кто-то не понимает, заблудился и так далее. Но вот это все нести при откровенном, когда весь мир видит, что убивает. Ладно, когда нас убивали, я даже на это согласен. Там чеченцы, там бандиты, мусульмане, там у вас много что придумать. Братом вы украинцев называете. Большего греха, чем убить родного брата, нету просто. Вы их, называя братьями, вы убиваете. Вы просто не люди. А как вылезла у нее червячок, вот грязь. А как же Беслан, кто школу захватил? А ты спроси у матерей Беслана. Вот есть такой сайт «Правда Беслана». И есть организация матери Беслана. Ты у них спроси. Зайди в Европейский суд по правам человека, или на их сайт зайди, или к ним зайди туда, Европейский суд, и посмотри, кого Европейский суд по правам человека признал в гибели этих детей, убийстве. 186 детей. Зайди, посмотри. Так вот, там твой Путин, твоя Россия признана виновными. А ты знаешь, что 86 осетинских детей, которые были убиты в 2004 году вашим Путиным, прямым приказом Путина, что до этого твой Путин убил 225 таких школ в Чечне, 42 тысячи детей. О чем ты говоришь, скот, блядь? Иди отсюда. Я ненавижу просто вот это быдло, которое сюда. Иди отсюда. Вы просто скоты самые настоящие. Вы не заслуживаете находиться даже на свободе. Вы должны жить в России. Прошу прощения за эмоции у меня.
уважаемые. Напоминал уже Акраман, как он грозился, а сейчас мечети строит, как будто он это делает для нас. Так, Зая покинула нас. Флешка относится туда, куда надо. Да, флешка у меня, все мои данные, телефоны, флешки, все хранится в банковской ячейке. Ты светлая, пушистая. А при чем здесь это? Ты что? О чем ты? Смена закончилась. Да, Ребель, смена закончилась, и поэтому нету. Заслали нам вот эту Заю. Просто, ну, людоеды. Просто порода людоедов. Вот это Зая. Ты не Зая, ты людоеда. Так и называй себя. Аслан, скажи, что насчет Закао есть что добавить? Уже 100 раз говорил, бедный. 100 раз говорил. Она для вас закон. Да, Аслан, когда поможешь мою книгу довести до ума и напечатать? Спонсор. Игу книгу ты, спонсор. Напомни им, как Путин грозился найти управу на так. Это вы как-то, это тоже. А что с ингушами, с братьями вашими вместе жить не захотели? Так, давай иди отсюда тоже. Что за бред? Аслан, скажи насчет так. Это было. В этом дуэте выиграл ты дерзко и смело. То в позиции, то оппозиции. В этом дуэте выиграл ты дерзко и смело. То в позиции, то оппозиции. Соцакид Исмал Агубо. Так, зачем ты с ней разговариваешь? Ну вот, больше не буду. Не ругайся, эфир был мирным. Да, Ната, я не прав. Я просто, и меня вызывает вот эти одни и те же вот эти быдляцкие ответы. Быдляцкие это просто быдло. Быдло бывает безобидным иногда. Просто людоедские. Быдло это даже комплимент для них. Это людоеды, это не люди. Люди, которые хотят убивать, понимаете? Им нравится убивать. Они получают удовольствие от этого. У нас убили 42 тысячи детей. И знаете, я просто не буду сейчас рассказывать про один такой случай, про барана, который прыгал через речку и так далее, короче. И на них клейма ставить негде. Они в что-то упрекнуть кого-то хотят. Шамиля Басаева в один день 11 членов семьи женщин, детей убили. Где вы, звери, когда его убили? Где вы были, когда убили? Когда вы из него делали непримиримого своего врага, с которым с вами никогда не будет договариваться. Все имеет противодействие, понимаете? И потом они такие, да вы люди, вы террористы, сами вы террористы, сами вы преступники. Ты в Сибири должен жить. А ты попробуй меня в Сибирь доставить, Деон. Давай сам приди, попробуй доставить меня. Хилалхам Асан Хасих Хидуа. По-другому все думают, что ты боишься, ответь им как волк ночи. Да. Асан, вы говорите, а он говорит, что вы работаете на него. Асуев. Барит кверт и твермаг, ярит из Зевбарт, ярит Арконе. Я про реванш с флагом с волком видел недавно. Я про реванш с флагом с волком. Я не помню, о чем ты говоришь, Исмал. Ни географию, ни историю вообще не знаешь. Это Третья мировая война. Америка и НАТО напали на Россию. Да, причем они прямо в Бучи напали. Самое главное нападение, они заманили русских до Бучи. И вот в этот момент НАТО обрушилось просто. Да, я помню это точно. В Бучи было самое главное нападение.
Aslands ermičeru teipan milo, arcuju vārtra юртабусо, котр юртару тейпан нашхоусо, мазархоусо. Вы, все мы люди, давайте оставаться людьми. Да, мы готовы оставаться людьми, абсолютно, если нас будут, знаете, над нами совершен геноцид, уже не первый уже. И русский человек, реально, честный, если он настоящий человек, не грязь из-под ногтей, а настоящий, не зло, не гной, если это человек, то этот человек должен, если он православный человек, он должен стать на колени и просить прощения за то, что сделали над нами. Если бы мой народ совершал бы на протяжении нескольких веков над русскими такое, я вам клянусь бы, я всю жизнь работал бы на то, чтобы загладить эту вину перед русскими. Всю, не просто извинился бы, а всю свою жизнь и своих детей и внукам завещал бы, чтобы они извинялись, возмещали, просили прощения у русских. А тут загой какой-то гной и... Ладно, я просто уже устал, наверное, поэтому извините мои эмоции. Ее ник у нее, Байн, Зая ее Зая, так называю, у нее ник такой. Путин палач Беслана. Да, конечно, да все она знает. Этот Путин их русских взрывал. Это не люди, это животные. Честное слово, если это животные, то это бешеные звери. Так начинал Путин войну, взорвав своих русских, и сказал, если те, кто взорвал эти дома, то это не просто звери, это бешеные звери. И начал топить чеченцев в крови. Я это все видел своими глазами. Понимаете? И если она обожает Путина, то она такой же бешеный зверь, как этот Путин. Если мы в Сибири будем жить, он в леса подастся, отшельником станет. Да. Чеченцы в возрасте от 10 до 60 лет являются террористами. Командующий северокавказских бандформирования русских генерал Казанцев. Да, Чирей, совершенно верно. Уже нервишься, арцейтан дайерзёса, стримгел вельсо уже, да, мы уже сколько? 3 часа в эфире. А ты это про какую заю? Была здесь сейчас одна подхолопная, вернее, неохолопка я их называю. Здесь в Европе живут такие. Это вот она сюда зашла не потому, что ей нравится. Вот с таким отношением к нам, про Беслан сразу, вот это люди говорят, про вот эти вещи. Она сюда пришла для того, чтобы, ну, во-первых, сейчас она сидит, слушает, если, не знаю, если банишь, что выкидываешь окончательно, нет, то если она может, она, наверное, слушает, чтобы провоцировать, чтобы разведывать там и так далее. Ладно, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. В воскресенье будет стрим на чеченском языке. Дай Бог, следите за анонсами. Подписывайтесь на новый мой канал, который я вам рекомендовал. Он называется Аслан Арцуев против террористов ФСБ. Этот канал мой называется. Подписывайтесь на него. Там не хватает чуть больше 300 еще подписчиков, чтобы можно было делать прямые эфиры. Ну вот как-то так. В 9 часов по Берлину. 9 часов. Сейчас 12 у нас в Берлине. По Берлину. Вот как-то так делаем. Во сколько будет на чеченском? Можно последний вопрос. Как вы относитесь к евреям? Я очень хорошо отношусь к евреям. У меня где-то был флаг израильский. Я их все убрал. Они у меня тут висели все. И меня за это сейчас называют евреем. А у меня много друзей евреев, кстати говоря. И в Америке, и тут, и так далее. А что ты скажешь про сегодня, как украинские боевики, те, кто пришел
на территории Украины. Боевик — это вооруженный бандит. Лейр Матас Хасан Даклача. Их комментарии здесь. А вы знаете, рубайте ваше мнение о ней. Мнение у меня о ней было хорошее до тех пор, пока она не уехала домой. После этого ее для меня не существует. Для нас закон Аллаха, Мелхи Борис. В смысле, для кого это? Для вас. В смысле, у тебя, ты живешь по законам Аллаха, а кто не живет по закону? Ты хочешь сказать, ты мусульманин, типа, а я не мусульманин, там, вот ты это хочешь сказать? Я не могу понять. Ассаламу алейкум из Украины. Ва алейкум ассалам. Асан копи яхи хайнюхи ита из гайт на экране. Хую и копи йокши. Нет, брат, бог. Так, понятно, мало. Так, и цаба, так, попши айкумацабо, если что. Угилер цудойна эльчена. Нормально, задний тет. Адир заребячен, мало. Так, разю уйцо. А то что уволится, отцвек шаби, бусел вац, оли уволокся. Так, Асна, как ты думаешь, когда мы вернемся в нашу Ичкерию? Близок этот день? Я думаю, что сейчас просто у меня в Ютубе сидят люди, и я хотел закончить эфир. Ну, что-то пошло не так, да. Поэтому, наверное, я только с вами попрощаюсь. А, нет, все, восстановился. Машаллах, шишанду. Вот, восстанавливаемся, да. Так, у меня обрыв связи был, друзья. Я не вынужден был вернуться, да. Дух буква шцене копия гейт. Хубо мустан, худуйте тиша. У копиях бог тиша. Так, как вы относитесь к межнациональным бракам, мусульмане? Я отношусь положительно к межнациональным бракам, если женится чеченец. Если чеченка, она должна выходить за чеченца. Вот как я отношусь. Это ни в коем случае никакой не национализм и так далее. Это просто вынужденное время, пока мы не восстановим те потери, которые мы понесли. И наша каждая женщина, она у нас на счету. Но бывают обстоятельства, когда она не может выйти замуж, там, не находит там, и так далее, и так далее. В таких случаях, ради исключения, то бывает и все можно. Мы все еще несем потери, у нас до сих пор насильственная мобилизация, геноцид идет. Сейчас не такой открытый, как был во время этих активных событий. Поэтому вот так я отношусь. Ну, ты зашел сюда похвастаться, что ли, сюда пришел. Я женат на чеченке. Молодец тогда. Вообще-то у нас, у чеченцев, если ты женат на чеченке, такие люди, как ты, должны себя, это у нас называется зятевство, нойцел. Надо вести себя культурно. Раз ты породнился с нами, то ты должен научиться и нашей культуре. Ты же обучаешь ее своей культуре. Она учится твоей культуре. И ты должен. А зайти сюда, это называется свинство. Вот так зайти, как ты, и рассказывать, что ты, я женат, и так далее, и так далее. Я поздравляю вас, советую вам, любовь, выучить чеченские понятия, чеченский этикет, и не веди себя вот как ты ведешь. Да, каждый должен жениться только на своей национальности, должен быть продолжение рода своих кровей. Ты чеченский-то можешь и не выучить, но этикет ты должен был выучить. Махос, бывает, адвит. Все.
то это у нас, у чеченцев, это ты, наверное, должен был это знать, это свинство. Вот так зайти и вот такие вещи так спросить, говорить, короче. Мы не уважаем вот такое поведение, и мы сами так не ведем. Вот за эти 3-4 года, что я веду блоги, ты никогда не услышишь от меня, что вот это что-то там касается вот этого личного. Никогда. Это наш этикет. Ассалам алейкум. Аслан, дуя дадош, дуа алейкум салам, дош дуа кам. Дейр дух алейкум салам, дейр дух. Иначе с нахой станешь ты, Аллах. Латинг. Мне, видишь, есть люди, которые очень достойны, вот без преувеличения. И чеченки есть, и наши зятья есть. Я встречался с такими людьми. Поэтому просто зайти сюда, затронуть эту тему и вот так бросать, это не культурно у нас. Мы это не рассчитываем не культурно. А так, я считаю, что есть разные обстоятельства, и каждый человек должен обустраивать свою жизнь. В этом нет ни малейшего сомнения. Поэтому нужно, если заходить к нам, заходить к нам с чеченской стороны, то нужно проявлять наш этикет. Ну, раз ты женат, ты это должен был, тебе жена должна, вообще претензии, наверное, не к тебе в первую очередь, а к твоей жене у нас должны быть. Ну все, закрыли этот вопрос. И бывают обстоятельства, да? Прошу прощения, я не знал. Прощение, извинения принимаются тогда. Все, никаких вопросов. Просто имейте в виду, у нас личное, жена, дети, это не потому, что мы какие дикари. Это наша культура такая. Например, здесь есть своя культура, у вас есть арабская, да, я так понимаю, арабская своя культура есть. У нас своя культура. Вот о чем речь. И если вы заходите как уже наш родственник, а вы фактически им являетесь, получается, то зять, у нас это считается зять. На самом деле мы так и называем. Человек, который женат на чеченке или даже на твоем тейпе, просто ты никогда эту женщину не видел, она может твоего тейпа, он уже считается зять, уже должен. Это правда, это так есть. И чеченец должен, если у него жена какого-то тейпа, он должен, это считается. И это не значит, что он должен рабом быть, пахать на них и так далее. Это значит, что он, ну, этикет должен соблюдать. Ну ладно, проехали эту тему. Асам хай, YouTube канал копит и яхи TikTok чуквас. Сейчас я это как раз хотел сделать. Сейчас я закину в TikTok. Это мой новый канал. Друзья, у вас сколько там? Почти 100 человек сейчас там сидите. Мне нужна ваша помощь. Смотрите, у вас вот мой канал, который мне нужно собрать, чтобы я мог выходить в стримы, потому что этот канал мой в России пока еще не запрещен. Сейчас я его закину, ссылку, я не знаю, сейчас я смогу закинуть или нет. Так, как мне сделать так, чтобы зайти? А вот как я... сейчас я сделаю по-другому. Да. Я зайду в свой другой аккаунт. Так, зайду сюда, не разрешать, нет, не это. Вот. Ой, отлично делать. И вот смотрите, вот я вам помещаю, друзья. Аслан Арцуев против террористов ФСБ, друзья. Вот это ссылка на мой канал. Пожалуйста, подписывайтесь и распространите через своих всех знакомых. Я сейчас и в YouTube сюда закину, чтобы напомню, кто у меня тоже около 100 человек тут сидят. Вот сюда зайду вам и закину. Срочно нужно набрать 1000 человек у меня должно быть. Несколько десятков у меня сегодня подписались, просто канал маленький,
мой основной заблокирован, хотя я тоже распространил, поэтому надо вам напоминать ведь каждый раз, друзья. Если можете, подпишитесь. Вот. Халдаца, друзья, подпишитесь на мой канал. Название очень хорошее, и КГБшникам очень понравится это название. Поэтому я вас прошу подписаться. Асан, поясни за киллера, он тебя обвинил в стукачестве. Да, он нагло меня оболгал, и все отдельно в Ютубе, вот на канале Аслан Арцуев Human Rights Center Ичкерия. Сейчас я вам ссылку и на этот канал дам, кстати говоря. Есть видео почти 50 минут. Вы можете зайти на этот канал и посмотреть. Я полностью с видео, с аудио сообщениями там все поясняю. Вот этот канал Аслан Арцуев Human Rights Center Ичкерия называется. Вот подпишитесь на этот канал, а там ты как раз про этого киллера можешь услышать. Я поясняю, что он там говорил и так далее. Привожу его аудиосообщения, там из полиции переводчика аудиосообщения и так далее, и так далее. Так. А вот мне на этот канал, пожалуйста, еще раз я вам закинул. Подпишитесь. Аслан Арцуев против террористов ФСБ. И давайте вместе бороться. Бороться за наши права. Он сделал видео о ваш разговор последний. Видел ты? Нет, не видел я. Цу адица, цу абара, асбадек бог, цусак хасцу юсю гюцек. Хасцу цюнга ютстаряц, мелёккел России гюцтаряц, цанасаги ютстаряц. Хасцу эшпши буй, сун мабит. حو قصد لو شوي قوي حاوي قوز جامبورج حاويش يعني وي تونس قصد دي تونس قصد دو حنس قصد دو سون خزر تا يوش سوي شو بعد تشوال چير قيقريوي بوش تا هم حاضر قسوي تشوا очереди активизируюсь России интя ну цель киллер хельчсон проблем хряци как раз и цавагерчи цаум дюцхедут вот цагасон но в любом случае короче алца قميل ديش سويك إلر قصوى إن سخيش ولا بس إبوال بنياري تيب حدين خيرواتر تدا سدا سي عجلة سويروات بقدك ديش نو تغن وصل قميل غيتسو أسر دين خيرواري واتر إبوك دين كردايت ديز قوناچو так болтать все могут да ويا дать خус дельвах да посмотрим كديروار شو قاحقان فإسبوع إنه شو قاحقان سواء شيء أقدر شوات سكوت شوا سوية но посмотрим да он так почему живешь по закону живет в Европе так у меня у одного нет ссылки как нету есть я же закинул как нет не закинул я ссылку а почему она не появилась А как нету? Точно же нету. Подождите, подождите. Как нету? Есть ведь, я закинул уже. Неужели? А может быть потому что... Подождите, она же должна быть. Вот, Аслан Арцуев. Не появилась? Посмотрите.
Мовитищи подписки собрать лиризм. А нет, там далеко идущие просто так, да, они вместе, вот видите, Абдурахманов и Цуцуев вместе начали пробросы делать. Я не знаю почему, но у меня здесь не высвечивается. Может потому что у меня тоже нет. Кто может зайти на мой новый канал, друзья, и попробовать выложить ссылку? Может он ссылку? Я сейчас тогда отсюда попробую. Собордел. Сейчас, как это делается? Сейчас, одну секунду, друзья, не расходитесь, я вам сейчас дам ссылку. Сейчас. Если я сейчас сменю аккаунт, у меня здесь оборвется это, наверное, да? Кто может мне вот этот мой канал? Освободил, я же размещал. Сейчас я найду другой путь. Надо было, конечно, это делать раньше, когда у вас побольше было. Вы уже все устали, расходитесь, да? Так, вот. Ну, давайте посмотрим, отсюда можно ли отправить. Вот, получилось. Вот этот мой канал, который я в YouTube закинул. А новый канал, что сообщество есть уже шеек даялла. Вот я сейчас закинул. Вот есть теперь. Вот этот мой канал, он называется Асан Арцуев против террористов ФСБ. Пожалуйста, друзья, подпишитесь на этот канал. Вот вас, ну здесь может быть в основном 100 человек сейчас у вас, да, больше. И если можно, распространите, буквально мы могли бы за день, за час просто собрать вот эти необходимые, и я бы уже мог бы тот канал начать немножко раскручивать, потому что этот канал у меня уже атаковался. Спасибо, Руслан, спасибо, что подписался, Баркал. И я смог бы уже тот канал раскручивать, и мне что я хотел бы? Я хотел бы, чтобы у него появилась монетизация. Потому что если есть монетизация, то YouTube начинает рекомендовать, показывать рекламу и показывать и рекомендовать начинает. Для того, чтобы я мог проводить стримы, мне нужно 1000 человек. И я бы хотел бы тот канал, потому что этот канал у меня связан с одним аккаунтом, и его сейчас 690. Вот, значит, 5-6 человек уже подписались, потому что было 680 с чем-то было. И вот если можно, друзья, давайте добьем это. Саидо, бро, тумсо, агент, мотбечел, агент юца. Открыто, дабо, гэсшен, и болбеш, агент, публично я говорю, ты увишон. Какие тебе документы, что ты несешь? Яйцуются. Так, друзья, напоминаю вам еще раз, вот вам еще ссылка. Аслан Арцуев против террористов ФСБ. Подписывайтесь, подписывайтесь. Питариос особенно Губера. А новый канал, что сообщество есть, уже шеек даялла. Муяц, дерек, новый канал сообщества Муяц. Подожди-ка. Все есть, все на месте.
Вот Кадыров перед этим Хвостиковым сидит, разговаривает. И вот видео, где я еще на выборах наблюдателем, они меня, короче, полицию вызвали и меня выводят. Ну. Так, 694. Вот 4 человека уже. Давайте, давайте, друзья. Асан, доказать, Юга, Тумсу, агентуаль. Ну, юде доказательство. Доказательство, я царь, я сбордари. Android что говорит, iPad что говорит. حاملو حولا از دقایتون ها اولی سهره او تجربه دیوش ما اوی چون داوش چویا چون داوش چولا چون موت بیاد چو فیس باشین کن داوش چوقا ها اولی تا سوقن ده سون гайта але حولا ده از دقایتون ولا تحت только та ответственность туса нести я лезмо уй. Какие у них задачи? Что тебе рассказать? А доли сейчас, вы меня сейчас отвлекаете. Вот соборис я цари one go what made ердерс one go what мади one go what мади ердерс one go what деш мовацо Маршо предсказывает деш ума мовацо. Что тебе Тумсо показал, а? Где ответ? Ну да, экшене хажвен. Я уже все ответил. Шумук душун. Шучу доуш дат, галаполч дат. Его дюлуш душор камил штас. Сада банир ваш, инти умета был. Он говорит, деш вац маршо соба дегдич. Сдекбошу. Так, друзья, сколько нас там уже подписалось? Освободилось. Вот смотрите, больше никто не подписывается. Я же сижу, жду, друзья. 100 человек, смотрите, 120 здесь. Там, вот 95, один подписался. Молодец, да. Этот вопрос мне на протяжении всего эфира разные тут тролли заходят и задают. Я не могу ответ, да или нет, ты ведь юрист. В смысле, рожденный в Грозном. Какой ответ? Убова, что за ответ? Но мне интересно, какие задачи у агента так называемого ичкерийца, как Тумсо и Закаевщина и так далее. Да, тебе надо немножко подучиться, да, ты поймешь. Хотя я думаю, ты не настолько глуп. Ты, я думаю, понимаешь, что ты говоришь. Так, ну мне это не интересно, друзья. Давайте я тоже буду относиться к вам соответствующим образом. Как вы относитесь ко мне, я буду также. Ва алейкум ассалам, Ивар Машволь. Так, 96, еще один подписался. Надо, если так мы будем подписываться, мы, наверное, только в следующем году закончим, да. Халмадайте, нажать палец, подписаться. Вот, смотрите, я еще раз вам закину, да. И сюда закину, и сюда закину. Нет, это я сюда, я в ТикТок еще хочу. Друзья, сейчас я вам верну. Нет, это Human Rights Center Ичкерия, а нам нужно другое. Буфер обмена. Асан Арцуев против террористов ФСБ. Вот канал. Пожалуйста. Баркал, Диор, Баркал.
Можно, галанту. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Удуци кума, да, чича, нормально. Не хочешь отвечать, ясно. Я не знаю, о чем ты меня спрашиваешь. Задай вопрос. Почему на салам не отвечаешь? Это не по-мужски. Тунгус, ты вообще за русских. Ты хочешь быть с русскими. Салам, далеца диз вообще. Хочу за русских. Хуля, ты видел 100-500 раз, как я здесь салам отвечаю. Ты уже много раз смотришь. И сейчас заходишь и провоцируешь на разговор. Вот, иду каш, дилеш ты. Лерт авик, чувеч, аста, эльча. Я уже выставляюсь в плохом свете, Дион. Вот он. Подпишитесь на этот канал, да? Я хочу вести беседу. Для того, чтобы я мог этот канал раскрутить, чтобы я мог на этом канале вести стримы, мне нужно набрать 1000 подписчиков на том канале, на новом канале. Потому что эти каналы мои гасят, запрещают. Ну, не подписывайтесь. Вот у вас уже сижу 5 минут, ни один не подписался. Теперь там, халду. Ну, может, все подписаны, плюс есть еще и враги, наверное, которые... дайте подписаться, боже. Те, кто приглашает на украинский рынок, которого ты подозреваешь, тот же Фейгин и так далее. Если они не украинцы, то кем и чем тот же Фейгин и так далее. Если они не украинцы, то как и чем они помогают российской разведке? Абу Ханифа, ты что от меня хочешь услышать? Я не понял. За Фейгина топить ты шо? Фейгин нормально хитон. А? Что тебе сказать? 3 минуты назад. Баркал чеченец, дерейс хуйлон. Асан, хакел YouTube по российским точно гойт. Гойт мустан. Гойт бошо. Мусо бадыгдич Россия гальчбих вардаться. Вот здесь сообщение раньше появляется, чем там. Представьте. Это что такое дело? Ладно, не хотите подписываться, да. А я сделаю это стрим. О, еще двое подписались. Дерейсхур, Хамидов, Сейд, Магас 90. Что ты скажешь насчет этого Синь Кавказ? Магас 95. Магаса, 95-го. Халяй Магас. Вот я тебе сейчас закину ссылку. Вот на этом канале я вчера выложил видео, почти 50 минут. Там можешь подробно узнать про того, о ком ты спрашиваешь. Масера Больдел. Я не знаю, чеченец, что с Рамзаном, почему. На таблетках сидит, наверное, ест много, наверное. Я не знаю, почему. Сумцарацу, ну ладно. Дигду, отяса стрим, даер зёс. Где Кацда положил Скади, братан, да? Украинских независимых блогеров каналах послушайте про Фейгина, они скажут. Не, Фейгин вид, да, чувствую, Фейгин, милуца шмоватец, чувствую, Фейгин, там на кто выступает, российский наш бьют, шеласунцу, ночью бьют, смотр, халц, вахир бешен. Цу оказывается, асэлля российский, да, про российский я говорил, которые заполонили украинское телевидение, да. Но царя уко, тера мо царя, он бадик диза, как раз Фейгина, вода, то мя уко. شو يوش يزدح وولول شو ده يزدح وولول شو جوش ورا دات оказывается ты за Фейкиных мне тут пригался и не хотел я-то думаю про кого он говорит, кто там выступает на украинском телевидении, про кого я сказал, я про чеченцев думаю, я вроде не говорил про чеченцев такой, а про россиян я говорил, и про Фейкина говорил, и про Гудкова говорил, и про Пономарева говорил, и говорю еще. Хуба-хубара.
Sen goda ve an kuçu. Dal üç biş çart gottil. Üç bizek. Ассаламу алейкум, ночи. Ты в Чечне сейчас? Конечно, в Грозном центре сижу. Баркал, Ивар, Баркал. Люди, заявления опять они оживились. А том согласен, ну вообще разные, ты чуешь, что я здесь, да? Я заявление на том агента стукача ФСБ писал, пишу и писать буду. И что еще ответ? А? Я сейчас публично вот это заявляю, я заявляю, 3 года это заявляю, публично я это говорю. И он после этого приходит ко мне и пытается со мной замириться. Нисвик, хавам, чтобы повлияли на меня, пытается. И так далее. Хитишо? Я утверждаю публично, говорил, говорю и буду говорить. Понятно вам? Агент российских спецслужб. Вам какое еще заявление? Написал, не написал? Я это публично вам говорю. Что вам еще надо? Рюгадош, дати. Это агент ФСБ, вы, цунтия далечен, ашвал, рюгадош, дати. Советский ФСБ, виречбу. Тити, хода он свига художду, я здесь, у свига художду, дать. Рюгадош, дать из. Асо сайнет, я хаушу, раскшен, духал, понятно тебе? Что, вегадош, да и дати. Все, дай здесь. Ну, к чему отбить? Дель мобиз, у нас стрим на русском языке. Все, короче, не подписывайтесь вы больше. Уже устали, да. Давайте, короче. Ой, ладно. Абу Ханифа, والله ولا أهليل تسقيتشو أشحيز شو بقر أحيال شخصو أشليل أشتك. Когда ты начал, Абу Ханифа, ты вот ходил вокруг, и сейчас ты Фейгин фамилию назвал, понимаешь? Фейгин, адвокат, Болбеша, когда я работал адвокатом, Фейгин, хазит, когда я работал адвокатом, Фейкина у нас называли в адвокатской московской среде, этот работает с гибней бож, и что и сейчас он с Гудковым, там они его раскручивают и так далее. Я не чеченец. На русском основном. Я желаю вам независимо от русаков. Я из Кавказа совсем. Понятно все. Понятно все. Абу Ханифа. Ночью я думал, ты чеченец. Лишний раз на чеченцев плохо подумал. Из-за таких, как ты. Понятно все. Уголовное дело, Кехчашхирбош. На меня тоже заявление подают. На меня Елена Кнор подала заявление. Тоже много времени прошло. Я уже не могу там кое-какие сроки упущены. Написал. И вот сейчас этот Абу Ханифа занимается этим. И вот начинает это все вокруг кружить. Абу Ханифа, когда ты только рот открыл, я уже понял, кто ты. Понимаешь? Когда ты начал писать еще тогда мне комментарии, не сегодня в стриме, когда ты вот начал кружить вокруг. Я уже знал, догадывался. А когда ты Фейкин написал, все с тобой ясно. Когда ты говорил, что у них там на канале, я думал, ты про чеченцев говоришь. А я про чеченцев не говорил. А вот этих россиянцев, которым Невзоровым, Гудковым, Фейкиным и остальным, про них, конечно, я знаю. Все прекрасно знаю про них. Да? И про тебя тоже теперь все ясно. Дига, духа ночи watch. Dikke door een nachtje was. Духан yok. Uçuğa массу трекал ешь. Трекал Бог, да. Я ждал, пока вы подпишетесь. Ну вот, что-то вы не подписываетесь, да? Уже сколько нас. Ну, не подписывай. Ладно. Так, Herschnide Erkos есть кучурдать.
شو يولي ده صخبر شيت اش صديق از قميش اشيه صديق از قميش اشيش دات دقيق Мегер дудах. Я на этом свой стрим заканчиваю, друзья. В воскресенье, да, мула. Стрим будет на чеченском языке в воскресенье. Может быть, я еще завтра выпущу одно видео. Есть там одна идейка, да. Может быть. Но в любом случае на связи. Подписывайтесь, друзья, на тот канал, который вам закидывал. Да. Всего самого хорошего. Всего самого хорошего. Шнира юго дугьокнег. Хихилищёч. Давай. КГБшник шталь. Примил хидершо. Делдеш эл. Реск шмелвег уй. Реск шмелвег. Сун шикапек шумахца едхшон шай. Қавам халак дин бол. Цугаск шдол шулил штол. Дакуш дол. Туйма буй. И бачун шо. حلق عن خينا غاز خشخيلش بوي سويت عيدل دول شي موت بيتش كجبش اش تيسيچو راس شول غولي بوش بوشون هينس اش موت بيتش ديلش ديك دوي دتو وين جيناتسيدين وهيت قاچ ديش تامتي اوكرايني دايو شيشنش دي سيدويش не просто доиш сидоиш ويش باخش تان يلايل شاش لوشو شينكسويم на يوخل يشو يشو شيكапексун шо хамцарيتсун дошцарيтсун шо дахалышсун Ишт должен сошить отношения. Щадик дюйцерам ду, ну шикапек махом бац. Реально. Раю реально. Гучило ждать. Раз что нумал, что хасхи ФСБ нумал, хасхи иткан, да, хасхи иткан, да. Вала бам бац вот. Акраман, Хасан дхуль реакции, раз что а сейчас сразу ал мези генео, а таракс свет халатич, тараканж дайсич генео, хумач иш дайситиш, иш дат, иш мелдук югайшон, иш иш Европе аятиш, ночи чуа ю Россия, юше уахойшен, чуаше болбеш. Дал мула, шо конец тикот чушун. Дал мула. Мегарду бюзде галёль массера. Все, друзья, спокойной ночи, всего самого хорошего, все будет Ичкерия. Да, мула. Слава Украине. Господи, благослови Америку и дай силы ей быстрее сломать хребет этой фашистской России и всю эту ФСБшную грязь осудить. Да, мула. Да, мула. Вылаздин хила. Шун хелия, что судья свидетель хирмаусо. Да, мула. Сатесану. Все, друзья, спокойной ночи. Слава Ичкерии, героям слава,